понимать, да, о чем мы говорим. Конкретно нужно по каждому случаю отдельно что-то говорить. Вот Закаев, допустим, опять же, Закаев. Золотая середина Закаева, рез, да, это тоже нехорошо. Остальные Удугов, это отдельно нужно смотреть и оценивать каждого по отдельности. Да, да. Закаева золотая середина, почему не нравится, вот это мне непонятно. Объясняю. Закаев, ешь мы заходим на сайт Закаева и читаем там, что там написано. Что написано пером, не знаю, клавиатурой не вырубишь топором. Там же написано довольство Аллаха, джихад на пути Аллаха, все, ему что нравится, шариат. Это не золотая середина, это вообще... Опять же, если есть желание объективно оценить и понять ситуацию, тогда, опять же, давайте постараемся это сделать. Что написано и где написано, в Саудовской Аравии что написано, если говорить, что где-то что-то написано, и на этом строится все отношения и неотношения. Да, мы не такие богатые, как Саудовская Аравия, но у нас другие нужно использовать какие-то варианты, чтобы находить. И другие варианты называются перестать заниматься вот это нам не нужно, это восточная религиозная, это дебильнейшая риторика и вообще это религия. Она нам вредит. Религия вредит. Юга, значит, нужно, конечно, чтобы все нации отказались от ислама. От политического ислама. От политического ислама, потому что согласно индивидуальности какой-то верли, пожалуйста, хоть ислам, хоть буддизм, это его дело. Именно ислам, который мы сейчас исповедуем, и который вот этот сам Закаев и все остальные воспринимают как нечто само собой разумеется, он не индивидуальный, он не личностный. Именно поэтому у них на сайте написано, что довольство Аллаха, то есть программа государства связывается с религией, тесно переплетается и говорится, что вот эта религия, Коран и Сунна, это наша программа нашего государства. Где там написано, что какой-то худуз может ислам, это его дело, государство это не касается. И там вот это ислам делается общественно-политической субстанцией. Для какого-то, как для пропагандистского, так и для популяризации, как для пропагандистского, так и для управленческого аппарата. То есть точно так же вот эти будулаки, тот же вот этот и муслим ССВАС, его это мечты, что вот они там будут вот в междиках собираться в районных, и там будут у них войска, которые будут, впереди будет АЛМСЭК, там будет им распоряжение. Ну, типичный такой мини-халифат, терактующий. У вас какая-то другая, но от разницы нету в том, что у вас это тоже религиозное. И разницы нету между вашими, их просто у них более игилистые, у вас менее игилистые, но а нам вообще без игила нужно, вообще без игила, вообще. Но ноль, чтобы государство вообще религию упоминало 0. Оно вообще не имеет отношения у адекватных, продуктивных, тем более политиков. Они судят не по каким-то, что там где-то написано, а по делам и взаимоотношениям, приносит она пользу или нет. Юра, возвращаясь к примеру Саудовской Аравии, если бы на этом строилось, у политиков строилось именно на этих вещах, то Саудовская Аравия, пример, как здесь объяснить, Юра, это, опять же, ты сейчас скажешь, что у Саудовской Аравии богатая и у них больше ресурсов. Понятно, у них в данном случае есть какие-то больше ресурсов, плюсы. С нашей стороны мы должны находить свои плюсы, но отказываться сейчас объявлять, что все, что было принято правительством, государством, президентами в прошлом, легитимными, это является незаконным, это мы отменяем, и все, мы с исламом не имеем никакого отношения. Вместо того, что вот это делать, объявлять, нужно находить реально более-менее какие-то адекватные вещи, какие-то продуктивные, не разрушая нашу государственность, наш народ, нашу нацию, но и с другой стороны, находя варианты и способы взаимодействия с другими государствами. Это противоречит Конституции Чеченской Республики оригинально. Это все то, что ты говоришь, противоречит.
Это, в смысле, мне нужно, как бы, особое дело. Не нужно брать и доверять вот твоим словам, как самого легитимного человека, и забыть, Возьми и что почитай было Конституцию принято оригинальную, без правительством. подлога. Все, что ты говоришь. Зачем нам какая-то религия из Саудовской Аравии аж с конца той планеты, то есть той границы планеты? Зачем это тянуть Чеченскую республику? Политический ислам. Саудовская Аравия, мы... Вот ты тянешь тот политический ислам в Чеченскую республику. Зачем, спрашивается? Политический ислам. Теперь нет ресурсов. Если, опять же, вариант, или чтобы вы предлагаете, чтобы отказались от ислама, или начали стесняться ислама. От политического ислама повторяется 1000 раз, ты это понимаешь? Политически понятно, где это было написано, установлено и определено. Путем подлога Идиговым и Яндарбиевым. Сейчас этой цели нету. Если вы предлагаете слушать вас и отменять все, что было сделано правительством в прошлом... Отменить все, что было сделано обманом и подлогом. Вот это надо отменять категорически. Это кто должен сделать? Какая процедура, чтобы это Мы, отменить? как граждане Чеченской республики Ичкерия, будем это и делаем, и остальное будем делать. Понятно это? Баркал, вот я согласен, вот мы идем в правильном направлении. И чтобы это отменить или как-то решить этот вопрос должен решить народ, я думаю, свободный своим... Нет, подожди. Изначально народ избирает для себя Конституцию, а преступники, уголовные преступники, политики подменяют Конституцию. Зачем народу к этому относиться? Зачем? Народ просто не принял подложенную Конституцию, и все. Кто не принял, кроме вашего канала, нужно вам доверять. Вы должны решить. Не надо. Опять же, у народа спрашивать не надо, какой он хочет будущее. Вот не спрашивая же, подменили Конституцию, не спрашивая, подменили Конституцию, не спрашивая. Ну, хорошо, у вас такое мнение есть, вот у вас такое мнение, хорошо, у вас, у других другое мнение, но чтобы решить реально... У каких? Закаева и Адигова преступников? Политических уголовных преступников. Закаев должен объявить политических уголовных преступников спокойно разобрать. По вашему запросу. Значит, опять же, чеченский он народ... по Конституции преступник, он отошел от политического направления, от политического курса, избранного чеченским народом в 1992 году. Ахмед Закаев и его вот эта свора. Он отошел от 92 года Конституции, Да, приняв подложенную Конституцию и идя уже дальше по этому политическому исламскому направлению. Вот в чем его преступность. Юга, вы имеете право на такое мнение, я думаю, в смысле, опять же, спорить с этим не буду. Это очевидные факты, очевидные, доказуемые очевидные факты, документально доказуемые. Хорошо, они это подтверждают ежедневно. Это мнение. А у Закаева мнение и цель, чтобы продолжить легитимную политику, которая была с 92 года, и какая работа велась, продолжить. Тогда пускай официально садится перед камерой и объявляет, что Низам это был обман, это была ошибка. Вот тогда я понимаю, что он этого хочет. Вернуться к законной Конституции Чеченской Республики Ичкерия. Вот такую работу примерно... Помните, кто такую работу вот такую делал, такие, когда были заявления и так далее? Ну, в начале Второй войны, когда были цель разделения народа и находения проблем, чтобы разделить народ на каких-то вещах. Нет, тут разделение ни при чем. Посмотри, политический курс, он проводится в соответствии с тем, с чем принял народ по Конституции, по тому же политическому направлению. Потом приходят какие-то уголовники, политики, меняют Конституцию, навязывают это народу, а потом, когда народ говорит, слушайте, что вы делаете, вернитесь, вы теперь разделяете народ, ты в этом логику какую-то находишь? Поэтому я тебя спрашиваю, чтобы было справедливо, это не народ разве должен решить, когда разные мнения у вас одно, у других другое? Нет, подожди, народ уже принял свою Конституцию на демократической основе.
Почему народ должен опять ее решать чего-то из-за того, что какие-то уголовники подменили статьи в Конституции? А почему опять вмешивать в этот народ? Уберите подмененные Конституции, потом уже можно решать референдумом. Хочет чеченский народ изменить конституционный строй на религиозный или хочет оставаться на демократическом курсе? Почему? У нас просто очень короткая память обычно. И то, что были две войны, которые полностью, почти на 99% разрушили все структуры власти, и те были, которые решения были приняты руководством, президентами. Это вот во время войны, во время того момента, когда было все разрушено и все заново строилось. Подожди, ты говори тезисно и коротко, потому что ты забываешь. Было разрушение, было политические органы были разрушены. То есть это значит повод для того, чтобы менять статьи в Конституции? Но руководство, которое является легитимным руководством, оно имеет право и делает для интересов республики, решает вопросы. С целью интересов республики решает вопросы. И у вас, вы не согласны с этим. Но у меня просто непонятно, почему, если вы не согласны, чтобы решить это на самом деле окончательно этот вопрос, только кроме как решение народа, это мы никогда не решим, мы будем всегда спорить. Все понятно, ты, пожалуйста, поговори коротко. Смотри, ты имеешь в виду, что надо приходить к какому-то консенсусу, да, решать, посмотреть на все за и против, какие-то ошибки, прийти к какому-то консенсусу и не разделять народ. Тогда мы хотим то же самое, только сначала давайте вернемся на легитимную законную конституцию все, и закаевская страна, и там турецкая страна, бурецкая, а потом уже, вернувшись всем народом на избранную народом конституцию, уже оттуда исходить, делая референдумы, какие-то вопросы задавать народу, хочет он религиозный курс перенять или оставаться на своем демократическом курсе. Вот так это делается. Они искаженные уже преступлениями, нет искаженной конституции делаются вот эти референдумы и вопросы задаются народу. Но, опять же, вы демократическая партия или нет? Опять же, демократический выбор у партии, у народа может быть, чтобы решить, которые разногласия имеют. Да, он должен вернуться на демократическую конституцию. Сейчас конституция измененная, она не демократическая, она теократическая. Теократия там во главе. Стоит почти первая статья Конституции, измененной, подмененной. Теократия, это не демократия. Понятно. Но я спорить, одни и те же споры вести мне очень трудно сейчас. То, что цель, которая обозначена, деоккупация и проведение демократических выборов, Юга, ты все-таки предлагаешь с другой какой-то стороны зайти. Сначала 92-й год как-то вернуться, сначала много других вещей сделать, прежде чем вот это сделать. Это, конечно, хорошее. Другого легитимного пути нету. Иначе весь народ переходит опять на незаконную основу, на незаконную конституцию. Это уже нонсенс. Вы понимаете это? Если не организовать демократические свободные выборы, это будет это будет продолжаться. На легитимной, на законной конституции это организовывается, не на фальшивой, не на измененной. Понимаешь, что это опять? На легитимной конституции. Сначала мы должны вернуть свою, то есть она-то есть, вернуться на свою легитимную конституцию, которую даже принял международное сообщество, когда мы делали выбор на этой основе. Они не измененные статьи Удиговым и Яндарбиевым, сделав наше государство теократическим, из демократического превратив его в теократическое государство, где имеется право быть халифом и царем и так далее. Если во главе стоит религиозная какая-то основа. Когда есть проблема и есть желание ее решить, нужно находить решение, как эту проблему решить. Когда там проблему очень решить просто. Сначала те люди, которые основываются свою политическую работу, основываются на фальшивой конституции, должны от этого отказаться и вернуться сперва на законную конституцию, которая была принята народом, референдумом, избранием президента. Сначала вернитесь на эту конституцию, потом будем пытаться прийти к консенсусу. И делать референдумы о том, хочет ли народ опять религиозный курс или оставаться на своем самим же народом принятом демократическом курсе.
Что тут сложного? Я не пойму. В смысле, как это вот, на практике, какие шаги нужно предпринять, чтобы... Вот, очень просто. Закаев и Идигов должны сказать, что они, вот эти статьи были вот так и так незаконно приняты. Пускай это будет, скажем, ошибка, да, там, какие-то там военные туда-сюда, там, передряги, непонятки. Мы хотели всех ублажить, всем там полоскать всех, и чтобы все имели возможность оказывать сопротивление и оказывать помощь сопротивлению, пускай это будет на религиозной основе. Они садятся и говорят, вот так и так и так. Эти статьи были изменены незаконно, под давлением каких-то российских спецслужб, допустим, вот так и так и так. Мы как народ, мы как представители политического какого-то истеблишмента говорим о том, что мы возвращаемся и основываем всю свою работу на легитимной, законной, избранной чеченским народом Конституции 1992 года в его первоначальном издании. Все, потом отходят, все вопросы отпадают, все, даже международные вопросы отпадают. Мы приходим на легитимную... Этот момент поддерживают. Это делается, потому что вот вы предложили, и у вас такая мысль, и вы предложили эту идею, то, что Закаев старается продолжить легитимность власти, которая была свободная Ичкерия, когда было небольшое время свободной Ичкерии, когда была, и был свободно выбранный президент и правительство. Когда они принимали решения и законы принимали, их надо объявить преступниками, незаконными их не действия. Обязательно, потому что Масхадову была предъявлена измененная конституция. Масхадов, уже будучи ставший президентом, ему Идигов подложил конституцию с измененными статьями. Понимаешь, уже совершив под столом переворот, уже изменив конституционный строй страны, Идигов предъявляет Масхадову фальшивую конституцию, от чего и исходит Масхадов в дальнейшем. Ну, проблем у нас много, да, которые нужно решать. Опять же, как решать, какие шаги нужно предпринимать? Когда у тебя нога сломана, и тебе доктор говорит, что нужно поставить сейчас, нужно поставить гипс себе поставить. А ты говоришь, нет, гипс не нужно поставить, потому что такого не было. Проблему как решать? Возвращаться к какие-то иллюзии, что если Закаев что-то объявит, и это сразу все проблемы решит, это решит как минимум легитимность тех действий, которые совершает Закаев Ахмед. На сегодняшний день все действия, все принимаем решения Закаева Ахмеда, они нелегитимны, исходя от законной конституции 1992 года. Все его политические решения нелегитимны. Даже нелегитимны масхадовские решения, которые он принимал решение о том, что какие-то шариатские там расстрелы, это все нелегитимно, понимаете? Как вы не можете это понять? Они исходят, эти решения, приказы, законы, они исходят от измененных статей. Противоречил за 2 минуты. До этого Закаев должен был это объявить, это как легитимный, видимо, человек, раз это он должен был объявить, что это не было законным, и чтобы мы вернулись. В этом плане, в этом месте он был, у него он был бы прав тогда. Он законный был. Сейчас, по твоим словам, он незаконный. Конечно, незаконно. Если он исходит от своего низама, если он принимает какие-то решения, какие-то договора, какие-то международные там сообщения, если он исходит из какого-то низама или из какого-то уголовного кодекса из Саудовской Аравии, то он преступник, понимаешь, политический уголовный преступник. Он исходит от незаконных принятых решений, от его основы, это какая-то религиозная субстанция. Как это непонятно? Он должен вернуться на принятую народом конституцию, на чеченскую демократическую основу. Ну, Юга, спорить я не вижу смысла. Понятно, у вас такое мнение, такая позиция. Но, чтобы народ выбрал свой путь и свое будущее, это почему-то я почему-то не согласен, почему не вижу в этом будущего. Народ после... Полиция, освободим, буквально. 92 года, халку телята, знавший матабу, халку телята, конституции. Первый план, давай, чука, дюна, джоху, давай, чуда, давай, тершау, пача, давай, нузелом, сетем, гонда, айзабу, оснахи, коми, хата, захочешь. Шухена, даволен, гурт, бой, чуда, ком, ночи, комон, царь референдум, меняться. Итана хагу бела шегердю, ха, вашадыш бусобду, хадицалат, во ишьяцала, шегердю, она, итанка веста, гухахина, шегер царишени, ина,
قومي خاطر تغوتش إبوخ كيتشي دابل لمس هادري يوتوان باللوين أسبوع تعوين نخبة Шумнулся попозже, как убила, да. Орвал и шумнулся. ميجا دون هو يغيتا إيشوني هو последователь объяснится, да, так что за я аудовую, да, вроде бы ауду молодцы, вроде думаешь, и кварт, мобутсон. Ему чакети, вот это сметта, яндерби его, и подлог, что подсунуть ему, и конституции. Что делать, когда да, балан, 2002 год, да, гометтига, хериатски, и марат, турпора, движение якон. Так, гуш, да, лей холкон, царцига, и бух кятчин, хибар. Так, они холкон. Растанги хума, мацара, что да, айн бюанда, те гурта, бина, холк цила, корчина, шоу, бюанда, что дай, да, на шадерши. В том и дело, Адам. А? Ответственность появить за это. Отвечать придется всем. Hangi de kata çoğaç. Yandan bir yıl kıvet ve maskada milu. Любойник милует, Конституция депоет, халк бимбо бат, буха бешега цига там шхиц. Иш миш буба. Хакар анцер хабар мадица бата хашхуя. Хакар му хаздис диясян аудул лирвеш варстак, хаку политик юц. Хакар штен каче дауши батош. Шуновчи анцер гюанда царадор дисторишош нагдат. Ашновчи амадуан Зеди на зулам динаш, юдерс. Чуда шаш до 2002 года, и вот тиля, це дюня мяду, вы тиля риштин. Силю, он массу рынку, вы масса на веду, чмаду. Вот Адам, халифу, не смабар. И тур регичлю, да, тюля, на бош, любой там я, да, дихасия, леч ногчи бук, Сирия, дихасия, леч ногчи бук. И там будет Украина, там я ищ больше леч ногчи бук, Багдадцы-то. И мадиц бош, ногчи хомтер, хабар мадиц, шей батош, да, оля, а ты шей мадар хаацаха. И шей дючер да, цай, Багдад, шей хуша. От мунае, югаца ляуш. Что ницко чудак ищем, да, цуде, ницко ле бошук. Шаш башбу не юхаус. Шаш башбу зулам не юхаус. Ислам нол датит бетти хинца тана шей мал нашков. Шаш буна шелам муштеш. Таман карти да касун ислам да хвати да. Ашему огли ваши. Халиф всегда прав. Хукца хольчуна. Нохчи ома обо цадина цаа. Таман цяца лиошу нохчи кам ададин. Тани да реабилитации, тани дитсадина. Its bütçüç da çekriye kavgaş. İşte yonda ricimeri ter. Daliyor tuşen kaatsa uçaş. Muğla ricimeri. Harın işe yuh haşmala şun. Şeyga dol hal. Asadi şey yuh havsiş. Ya havşu kuş da taşı nokçu da çulokçu kom. Vopşe yonda nokçu komarda. Oça nokçu kom vistroş o. Segi dual disto nak da çu. Çumma düçila yat. Şenguş la çadek diyor ha işte çakiyet şu davara işte var ati hatta oğlu komi vist mahul bohi kan batta oyla toşlukoş adadin vist kalateva şeçu vist kalateva o şey de dola yişiyor çok hız şu havle amdu Энди дадут, что выставлял уже от мира. То прогонять еще да, я дин дадак баш, так дин дадак баш, и он разобрать что, потому что это существенно важно. Ему говорят, ты из политики дадак, а наш это индивидуальное решение каждого. И он все равно, дайте, аж дин дадак бах, и хусой. Надо было это не давать ему это делать, разобрать его. Дальше. Все эти вещи, остальные, они прекрасно знают. И про подлог знают, и про это знают. Это
Его этим не удивишь. Ему будет классно, ты да, еще дело, Государственный. Да, государство, там ему нечего делать. Государство это управленческий механизм. Да, управленческий механизм для облегчения задачи жития в этом государстве. Этот управленческий должен быть модерновый, самый по последнему слову технику, основанный на опыте современными достижениями и управленческими. Шариат и ислам, и 7 век, и там никакого отношения не имеют. Получил Саудовской Аравии просто диктатуру. Там ислам и шариат то, что решил принц Бен Салман. То есть он прекрасно все это понимает. Государственные дела, что где что эти, что она там делает? Это же на том свете, о смерти, культ смерти мой. Причем здесь государству нужен зачем-то ковыряться в культе смерти. И государству надо о живых позаботиться. Да, и таким, наверное, здесь было, там не штыгден, а иногда халифа, спутники, рüşчена. Так я что, хиш, орна, что он и дин был, что и штагуттера, и дин. Да, и мадер дицам дицуа, и стахан ауду бях мабуиш, хокам белчак, сацма цадели, и кигинах. Это шей карен яла ала царатца. Царатца съец были на, а там юко, ола стам бях цабыл. А там юко, ола бьюан кига, дина вай халка, и дина. Кигина шуже шьенца шихоэр, на ачу, да бакичан, да халюш, бакина, чотцалош. Балхан нет абуич, болштан, юхан, лакар хадуин да буш мудуи. Да скамбер нахан тичио, кигина, жажмяджи, шва адуа, шишен хума хуш. Шун хума цаха архин цартеннек бакдек хадек набош. Итахан инохчерли цани, от згасти, от закон цан, шядек пили мешку, цагорочи. Ну, цани кепр совмещать, цедалушно, хум совмещать, даш лиош могуешь. Чига, хулата, адам кивор дуа. Что адман ша мухал диза маца. Юк и теттан да ша да гидюан, динне айдали ховши един. Укца хольцуна. Ламыз, дечо, ши ламыз, ши марха каб, ши гонда, ши тезя, дек дадерваш. Тейп-тейпан дерваш. Модовой тезя еча. О, юрта, ши кепр, кашта, карду, ши кепр, лахта, карду. Зудиалоча, шейца хумшту, мосана да маршу наха нюк ахирду, хумду хадо. Июке дада хаца бо, тахан леждина адон вейк, шун мухар таалуш даца, вей хум даца хад дискуй. Ар вей ду адон, шуте мухар таан, вей лилош даца, ат вей конституцию, но шадек данистен лилдош туй. Бусал болчун, бусал дин лилдой, керс болчун, керс дин лилдой. Но одно ще нюка да хуатница, нидам довой ногче лица, ни долш ду. Тио шанс дон та уже адам хисну шархен, хисну шахиц диезек хол, кетуо диезек хол, дада диезек хол. Иш табош мобо, не эзер шершка. Удан та эзер дит башера, хисну шторшто, та онду кида иштро эзер шершка, хисну шторшто, хум ду танстаган лит нер бош, твошен лит энчер, хица рыш, ве ауду дош. Шталилар дуой. Ой, хуки наш бирбу. Сунда, да, ты ще лело, что ще лама, где ще ты да где. Ногче хуми, угаски хуми, лама зи совмеща, долой цунг. Вот ала, иза кина где совмеща. Ногче хума где совмеща. Но это люк и макида. Социум и дин очень государство ее тогда. Рейс бушу бачу, важный вопрос, главный вопрос был это. Хил диет, что я алдиес, но я тогда диет алдиес, что это государство политика. Одно из двух он должен выбрать. И он слабый митик, скажем так. Ну, это кёрчу, юк и юалю, статья яц. Хитину, подмен, статья. Ком хуоцунах. Кому харжали, захуду цогу, цайзер шахал язина бошлун, сататюнашкел,
очень что حاجة شتينو مباخر قومي вообще تعشوت يات شتينو مباخر دадиес халух богоги из башкум штат что тут непонятно что ты обух бин да чего запачал кушаешь бошли что богина и почал ты шу кичнать да вахойчан да шу я долго спил джинс чудо ходит папин ходит чан все это наша да я حاجة طبعا باطن سو خلود قصد وقتانو قاسو просто يحتاج بيش بوت قدوي بيش مو بوت على أسين سلامة سدجنا واتر سلامة ديش بوس داج دو 50 قدش ديني بول ناخ واتر سوتان دائما اتمدرشت جينا على تبيشورش بقي بول دير ولقا اشت مدريوي целый беседа дам говорится они قعدات بما باتر شلام دش أذكى وحلوتس ذكى دوجا بول بتشناتين نخ مخليش تسمع تخلي حتى داسا وإيه إسخن حولام دش إيش تجاوي الورق ودير واتر دو تخان زامياتنا خل خروقس تمداتري إذ أيدل تغيرش باتر نخ قات جورت إن أختانيو خدات يتسن إن كاج دمول التعوقس بيحا واخي عاش بوجتي تيكرا دوق خولهم إشت همش ليلو شو استقواتا بيتش بوش يحتقيش دات شيخ يا أخي تيزر استقن شات نو سونم تعادوني موني سلاتيري هو شو دوش دوتشين هما خاش دوتش اشتخبر شتوت يتحلق تبين يرتاع دلا استقي دقو خطر درقسة شغبل ورج أوه بقدك ديوتا دلعتو ديوتا دات خبر ديتنا دوما دات داق شا أتصل شغبل تو الرق ديلا تيش داسو نوع دير تو ألج ديلا أو دال ملاسون ديلا تيش تيشا و تيش الوش ويل دعوالة ستات أتصل عودل مخلي لا مدات يعني قلنا دوي مخاين تاع جنوات نتعم دين دوق شادق تخداس دين اللي طورت داس دين مش بلا بيلعبوا ولا يندي دعيوة شقة جيد إيش بغاوان مستند هم كل شو استقع حق الله تخيط صنم إيش مو غير دو حدودات تازة وشنا يقوم هيت حاجتن تخاش باش خربوا شو دقوا تول دقة استات تو شاو بوقشن تعاول هم انت هيت حاج دال بوق ديش خروات تكيجو باقج سنة قوش ديش خروات تعيمو قلوب بصل بنسام بالإخلام متخل إتس كستكس كز بوغس قران تا مودو وزغدي تبونس تا تو استك شجرا متبوغ سون تا انا تشوبوغ اشنا هم اوش استك مرستك مودو سون ويدل شخور دو تسخا نو سون تامو ما بيتش بوش خارتلو شو استك تنحال ديكم خردات سقا ولو بوم ام خاصون ريليشنز Информац есть горша вижри. Дейлгер маршал душунг. И конституции سؤال تعين وشامل هم جنوسه. И конституции язычхан дела тюш бар. Берег нахт агабар يتقوم بأثر حين конституции. И конституции بانتي تيش بمسجة إغاثي كبيركن شوتها بين دابين قونغي بوتيك أنتي بوتيك. И конституции شنلوشو خيتشو مايات ناخ تأخذ سوخت إذن بات قد حاقل ديشهم. И конституции قلر ديالختيش غير يعني قونغي برقش конституции قلر إس ناخ تأخذ إس конституции مو خيتشوز. Кто тебе дал право поменять или какие-то добавления делать туда? Они боятся, хастуха, не стать.
Совялы ассемблея ала просто. Совортик да гоч. Туантига айну вос туалита. Садук новости бен тутента. Савоши ла тутента. أق بوقتو شو تصادح كتر دات هو شات قيت أدم يلسو أدمشتو هو هردو حلاوال أدم تأتدعيت وال أتصل ديغز خبر مودي تدو حنق تيش دوش تتو شيخ تيش دوش تتو لي قي شارخ تيش دوش تتو يخبر شي نتسق بيتو لقي شي نتسق بيتشو تاق يحقيتي زرتن إشت آل ثاني يحصغيتي آل شك دابات دقع دوتسق ما خولي أدم غيل أدم ديجن كنا سمات دول خلش تقوين يومش قي خولي عدول تاق نعم يوحدو الباركش دول مو حجر ويش خدمة وي نوختي تشاوش دائم نهرادو نوختي تشامل تعينا مديت خارستيق لا مسدش عينا أدمش يولا مش دينا تغنى دو مارنش قوب شحلغا قابر تقوب شاخ الله لا مزما دينا مارخ ما قيادنا ديلا قيرش مغل خز نيرسن قيرش هرشتن تقير دير خلق يوقنا لده عبادة جموش دون ديلغ يخيت عامين اشتبيلي نسو ديلغ يخيت يحدو بوشتات ديل ديكو ديلغ يخيت ميو اتبنيات اشتاني دات بخيت روالت اشت دعوي قصو دون دانا ستات اشت ادوش دات وقل وش داسا نو القنوات يحصل خيدة لهم شتات كورتات قلق بيت بقيات يو واق وكوش تولي توم يو ادم بايو ماشيس 30 متر خلا اشت واخو يو واق وش كوش وبشيم قاعد مدو يقولي شي وين اوصل ديكول ديونوس ديفيد راز دوق ديز بوشول عشان نان بيريل اوصل قزل مو يريو ادم انتعال ادم يقادلو دوتك اتخي ناسون سا خرطو كوش جو استنتي خرطتك دوتش سون دا اشت سلاء تار اديت تاق قيغو مش دوت سار تندوي تن اويلات ايش حدوت سار برشيك الله اذا دوت فوق قدا لكي جو باقشن خير دات قدا مثلا ايتو كورسه استيقل لحتى تشلوش تبا حجلوش اويليلوش خد لامز نواش تسبيح تعديش با تعي هور دين ديش تو لامز متز بخوز دو مثلا تاق تخبو وتخوش اشاو قات تيقو يو ناغن لوش وقدي وهذا يلا مو نسلا سونا تاعت دوتك خليف سيخبل ايلرتينغ سونا خاط لارتينغ اخبا او ميشاواتس ديلختي اش حقي تحصل خاط لا شورسا يقطع يقطع شورسا عشان ما يعرفش ايش نوع دوق دون ادمو هم عارف نستوغم ديز داقا ريليشنز لو حلقه تاع شرع دعي ولا جنادات اشتا نستا لقصون عن ادم عشان يعني نسقب شدي عدوش يودا او دعوة جاهل هم شدبوش تاقصون تاخوي تسخار بقدر ديز دون سون تسخار يدشنا يبوغودو نتا تاهو نتا يعدو تاقصار الله سنة ديلي مع غوي ديلق يحتغي جاهل عدو ديز يمشي تايو ديلا عمو ديز أسي خدو على استخانة ميز عن شرع متعين بتحط عمو تعقل أشولا دكو خان دو ديش بان شاحو ميني مكوية بشو أتو إديس إتشا أقدع كيقو والباتنا يسوك جاهل باخاقوات تنخاص خما تندشتش هو شخلق مرتد جاهل كافر بوش يوم شو شخلطن تعم قيشار أولش أشياء نتيت خوش صعوة نا حلقة حوجي أجنا حوصا يخيط سونت أبيشات دي شو ديل غيات صغير شارع مدوهر وي ديلير مدوهر بوشاتي يوم شتيج أشينا خيش صعوة دي يهودو يميلدو لدشات صعوة اشتغنا وقت تعملت أشياء قدوش عم دايدات وندا شوية تربون سازو هون ويردك تيالوشون حكير عدلهم ديلختي شواتستو سلامز ديش ووتشنا جموتشنا ديلختي شلي لوكسر
سوق خوش باخون ديلغ يعتقد تركشته كوك باق ديلغ يحيش للوصا كوك باق تركشته بيرتك بديل بيرتك بدوهر باطو عن ديل دوشتو قلل مدوهر مواد تركشته اشتاسا اشتعامو شوصا تاق وند موالنا وقارا وجع ويوشيسك جاهل هو حوليل نيس بدأت عديدك شرع ما شرع استديش بدوهر بوش هذا عار خدتي دون تاق لا تصلاد عامو ديزا دون سين خدو تحاجة نحا زين هو اشتغل الله هيت حاستا وشو عليرتا شا اميرو ال إناخ ما برش شا اميرو بحثو أساتا أسا اميرو ويزدين علامة سين ديناس قبع علامة ومار سيديغن قباس كتحنية تقوبش ما تسوى الحسو ما تسوى الله هاردا حاج هندي قانو تقو أيت الكورس هو بوت وش عشق بيغار هاري ميرو بوشة سيوق وي رزني بيت واحد ديروش رزني بيت وتعون رزني بيت ولا حون إدلن مدو كاف ديش رزني ولي حون إدلن مدو صلاة تاق رزني وغلي واتساب جعداسا قويش عشتاتشو مليكش دون الله صلاة داق بيبوش داقيميش خواها دوش حون رشا دكتشو مدوجي هذا دوشي آخر شو مدوجي هذا خاتش إذا تخا تقوجات تخا تقموخ لبلت يشاء تبيش بريزيبش يش عشو آخر دال حطون دال مو وغنتين تكشتو سيرو تام قولن دويتا سونتا مش مولي دو هو دم خلط هسه عسل إيش دم دي ليش اسمه Окей, Ты смотри. тоже убедишься в этом. Чуть-чуть потерпи. Ну, смотри. Просто еще один момент, да? Ты сейчас говоришь это, что ты убедишься, ну, у тебя нету доказательств. Ты просто говоришь, и всё. Хорошо, нету никаких доказательств. Я один единственный. Дальше что? Ну, зачем ты оскорбляешь из-за пустяков людей, Кого выкидываешь? оскорбляю я? Ой, и что, Хигмабас, если мы так будем делать... Ты опять советы мне, предложения давать начал. Ты вообще кто такой Не, мусульманин, пришел и даешь мне советы? Серьезно? Ну, ты Иди в тоже зеркало, был посмотри, когда-то мусульманин. ты человек, который из педофила сделал примером подражания. Ты еще мне советы будешь давать? Ты серьезно? Ты меня жизни будешь учить? Ну, тебя жизни... Слазаурство, с ослами совокупляться, с мертвыми совокупляться, с двоюродной сестрой совокупляться, с женой бывшего сына совокупляться, красить глаза, свою одну жену, если есть две жены, отдать своему брату, своему соседу, своему другу и так далее. Я Ну рассказываю тебе-то ислам. что от И читаю этого? хадисы. Дай людям жить, как они хотят. Ты же Хорошо, без приехал... проблем. Все исчезните с интернетов и свой ислам засуньте себе глубоко в одно место. Почему? Мы Никаких проблем. хотим... Почему Поэтому ты я нас тоже готов, ограничиваешь? братан. То почему ты меня ограничиваешь? Не, мы ж тебе ничего не говорим. Это Все, ты же нам ты только говоришь. что зашел ко мне в канал и мне что-то говоришь, братан. Я Потому тебе что загодил. ты нас ругаешь. Я ж тебе Кого про нас тебя ругаю? вспомнил. Где я бы, тебя если- ругал? Ну ты мою религию ругаешь. Где Ты я мой ругаю? Я народ рассказываю про ругаешь. твою религию, какой она есть. Ты называешь нас Если ты обезьянами. оскорбляешься от того, что я никогда мусульман обезьянами не называл. Но ты до этого только что сказал это. Что? Что мы обезьяны. Ты, наверное, ослышался. Может быть, сейчас не буду утверждать, но мне показалось, наверное. Ну, смотри. Не, у меня с мусульманами никаких проблем нету. Я рассказываю про ислам,
Если какому-то мусульманину не нравится из-за того, что его религия такая оскорбленная и, скажем так, аморальная идеология на дне самых аморальных, мерзких людей, придуманная самыми аморальными, мерзкими людьми, которые были глупее, чем животные, если от него ему стыдно или еще что-то, у него есть выбор отказаться от этой религии. Это его проблема. Но закрыть мне рот, чтобы я говорил, что изнасилование, педофилия – это мерзостное дело, никто не сможет. Пусть попробует. Ну смотри, Хаджа, есть дебаты, да, там, между христианами, мусульманами, иудеями, там, и так далее. Вот, они же нормально дискутируют между собой, нету никаких проблем. Но ты оскорбляешь, ты подчеркиваешь эти вещи. Нет, Это с же человеком, с которым я дискутирую, я никого не оскорбляю и ничего не делаю. Я когда со мной на дебат человек заходит, я Нет, с ним ты сейчас разговариваю неправду нормально. говоришь. Нет, ты неправду. Ты в ТикТоке Я ты правду сидишь говорю, у и меня есть людей. в Ютубе канал, ссылка в шапке профиля. Огромное количество дебатов на канале. Любой может зайти и посмотреть, оскорбляю я собеседника или нет. Никогда Смотри, я так не делаю, я пока видел собеседник чат рулетки, не вытаскивает топор войны, я ни с кем не перехожу. Первым на смотри, оскорбление или чат еще рулетки, ты сидишь, ты оскорбляешь людей вообще безосновательно. Они ничего тебе не говорят, ты просто их оскорбляешь. Есть же там видео? Хорошо, ты закончил? Не, я не закончил. Есть конкретные какие-нибудь вопросы? Есть. Слушаю. Я тебе говорю, ты говоришь, не оскорбляешь, я тебе подтверждаю. Я есть тебе уже доказательства. ответил. Ну, видишь, ты не повторяешься, выводишь ходишь по разговор. кругу. Ты Есть сейчас вопрос меня конкретный? выкинешь, видишь? Когда Конечно, тебе- выкину, потому что ты уже достал. Сидишь, и ты оскорбляешь, я тебе уже ответил. Если ты Хорошо. настолько глупый, низкоинтеллектуальный человек, который не Окей. вдупляет, что тебе говорят, Спасибо. я не собираюсь на твоем уровне долго находиться, потому что твой уровень очень заразен. У меня язык уже начинается тупеть. У меня мысли попадают, я реально превращаюсь в тупого человека. Я мысль уже перестаю уметь выражать, формулировать, когда долго с такими людьми, как вы, нахожусь на одном уровне. Я разговариваю на твоем языке и ответил тебе уже. Если у тебя нет больше конкретного вопроса, опровержения, аргумента или еще чего-то, мою личность обсуждать ты меня уже достал. Моя личность здесь вообще не обсуждается. Что книга жалоб и советов находится вон. Можешь обратиться. В личку обратись, там есть книга жалоб и советов. Да, те, кто руку поднимает, тут много кто ждут очереди, если конкретно вопрос. Хорошо, я выйду, последнее скажу. Есть такое слово нетерпимость. Вот подумай. Да, я нетерпим к изнасилованиям замужних Хорошо. пленниц, я не терпим к педофилии, Давай, и никогда спасибо, не буду к выслушал. этому терпим. Окей, тогда. Все, и буду презирать тех, кто к этому терпим. Я полностью презираю тех, кто терпим к изнасилованию и педофилии. То есть к вашей религии. Казанова. За исключением коранитов, конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. Я уже несколько раз слушала вас, то есть мне доходилось вас слушать несколько раз, сейчас точно не знаю сколько, и заранее прошу прощения, если вопросы будут повторяться, потому что я не знаю, кто какие вопросы задавал. В общем, я с 18 лет как бы уже достаточно таки давно изучаю ислам и много чего читала, исламскую литературу и так далее. Много чего непонятно было, и чем больше узнаешь, тем больше непонятнее. И вот многое сходится с вами, то есть, как вы говорите, и мне интересно, по-вашему, как произошел человек, как мы созданы. Ну, человек, я верю, что он начало дал Творец, но произошел он в результате эволюции. В этом нету никакого сомнения. Окей, то есть мне вот этот вопрос, ответ не совсем понятен, но в то, что сначала Господь, который создал все, абсолютно все,
создал одного Адама и одну Еву, то есть для меня это не совсем понятно. Никакого инцеста авраамического, не. Я абсолютно не признаю эту тему авраамическую, что мы произошли в результате инцеста. Адам и Ева родили там братьев и сестер, а они потом переспали и произошли люди. Не, я это не признаю абсолютно. Бог сотворил клетку биологическую, молекулы и атомы и запустил эволюцию. И в результате миллионов лет появились мы и дальше эволюционируем. И, вероятно, перейдем к другой вид некий, скорее всего. Окей. Второй вопрос. По-твоему, или по-вашему, пардон, есть вообще судьба? Вот все прописано, говорят, то есть абсолютно все написано Всевышним. То есть получается, что мы живем по инструкциям, которые уже были встроены в наше существование задолго до нашего рождения. Ну, это есть в исламе, но на самом деле нету этого. У человека есть выбор. Но если философски не заходить в детерминизм, который твой выбор определяет изначально воздействия, которые были на тебе прежде, то у человека есть выбор, и никакой судьбы, ничего записанного, ничего нет. Окей, то есть получается, что мы живем так, как мы решаем, да? То есть мы... Естественно. Окей. Так, по-твоему, мы грешим или нет? Грех вообще понятия не существует. Почему? Ну, потому его просто придумали, скажем так, банально, чтобы бедные не восставали против богатых. Чтобы защищать богатых от бедных, чтобы защищать элиту от черни и так далее. То есть никаких грехов вообще нету, не существует понятия грех. Это просто религиозный вымысел. Есть невежество и уровни невежества, и все. Тогда получается и рая, и ада нет. Ну, рай и ад это обычная сказка человеческая, и жили они долго и счастливо. И что Бог пошел на покой, как бы, типа. Нету, конечно. Что там будет, я не знаю, но того бреда. То есть это можно проследить даже эволюционным путем. Например, в теплых местах, вон, в пустыне аравийской, ад это жара. То есть наказание это жара. Если север посмотришь, например, Асатру, в религию Одина вокруг, то там ад это Хельхейм. Хель, ад отсюда английский. Это такое место, где будут ураганы, ветры, дожди, то есть холод. Потому что там наказание это холод на севере. То есть у тебя нет еще таких мыслей, что будет после смерти, да? Ну, у меня мысли вообще нету, потому что я 100% уверен, что никогда в жизни мы не узнаем, что будет после смерти. Что будет после смерти, мы узнаем только после смерти. Поэтому и думать, и секунды на это тратить, это нету смысла. Я знаю, что произошло с Египтом, когда начали слишком заигрываться с этим. Я вижу, что происходит с моим народом. Полностью в необразованных людей большинство превратились, потому что всю свою жизнь тратят на то, что будет после смерти. Там рай завоевать. И забыли, что даже у них была типа И я думаю, что замолчали.
действительно, цамет торду отцул паргат бахам бунех, чтобы аж задумываться о загробной жизни. Вот неужели ты все уже выяснил, все секреты самой жизни, чтобы перейти к тому, чтобы задуматься о секретах загробной жизни, да, Цудохку? А вы? Машел, Заза. Разговор поддержать сейчас не могу. Да все, по-моему, ухо греют. Пойду я тоже туда. Хана, марш йогл. Я тут вот эту вот последний вот эту хатшнул. Ты слушала? Так ты не задумываешься о том, что будет после смерти? И вот когда этот вопрос задают люди, о чем думают? Ты что, уже узнал смысл жизни, раскрыл все секреты жизни, все у тебя хорошо, что тебе осталось только задуматься о смерти. Ну, что будет после смерти? Ты еще не знаешь, как применить жизнь нормально, да? Цдохкума, отцу, идиотшхлар. Ханна, слышишь меня? Слышу, Машу. Это обычный страх перед неизвестностью, страх смерти. Он людям присущ. Страх, он у тебя и при жизни есть, перед завтрашним днем, когда ты не знаешь, что тебя ждет. Если страх есть, этот неадекватный страх, живи и умри достойно, живи достойно, умри достойно. Все, никаких страхов. Так же. Ну да, в принципе. Ну, это от образованности, от интеллекта, от таких вещей тоже зависит. Знаешь, что необразованный, темный Адам Хелч, ох, макюрис, если ему говорят, там будут жечь, там туда-сё. Логично, там, логически размышлять, и думать. Да, мозгов не хватает, поэтому он еще больше боится. Маленькие дети, только в детстве можно таким запугивать. Ну да, это деградация какая-то идет, страшная прям. Назад идем во все. Ханна, представь себе, вот мы выросли не под запугивание. В нас поднимали какие-то чувства гордости, чувство вот этого ответственности, холи за свой род, за свою семью, чтобы себя показать только с хорошей стороны. Юхаш цаготту, хайвежери, хайдевежери, хайда, да? Вот все на таком вот, прям вот пик. А вот те, которые выросли на запугивании, тагангуш буквой, с этими отвисшими губами, эти грязные, даже не знаю, как их назвать, бьюх, царах, цаешь, вот так и умру, наверное, цок цадеешь царах. Это что за девчонки такие грязные, паскуды, а? Что, и бьюх. Глупые к тому же. Ужас какой-то. Лидер положение какое. Лидер хлаца, а? Позакутались эти намазники, мамазники, а головы грязные, развратные, такие вульгарные они. Это просто с ума сойти, а?
закуталась в намазник, губы эти гомщи, баттин, с грязной головой внутри, в голове только одно. Это что за поколение, а? Одебиленное, обыдленное. Нас все равно сейчас никто не слышит, сидят там, ладух, там очень интересно, пойду туда. Армата слушать. Да, там 800 человек, по-моему, уже наслушали. Абсолютно. Ни о чем я не думал вообще, просто молодость, короче, и так далее. Девушки и так далее. Ну, сейчас ты разные темы затрагиваешь, как мир устроен более обширно. Обычно в этих общинах, наших людей обычных, они же так глубоко не размышляют. Они больше как аутисты самобывшие. Им не интересно, как мир устроен. Еще в своем мире, уж. Они не хотят задаваться вопросами. Им тяжело жить с открытым вопросом. Что с этим делать, да? Вот из-за этого я это спросил. Я думал, может, ты и раньше такой был. Я раньше тоже такой. А ты что чувствуешь после того, как ты отошел от этого, от исламского культа, что тебе легче стало мир познавать и принимать его, какой он есть? Абсолютно. Легче не стало? Легче стало. После того, как я отошел от ислама, я чувствую только счастье и радость. Каждый день это для меня как Божий дар, как возможность набраться новых знаний. И набираясь новых знаний в разных направлениях, это приносит мне огромное счастье. А потом передавать эти знания, это еще плюс счастье. То есть дофамин у меня он запредельный. Если раньше я занимался какими-то левыми вещами, чтобы получать дофамин, то теперь это даже мне в голову не приходит, поскольку знания и превосходство, которое тебе дают эти знания, и показать другим превосходство этих знаний, пример, то есть вот это все вкупе мне вообще элементарно даже мне из дома выйти нету интереса.
примерно говорю. Это не значит, что я не выхожу и так далее. Но даже просто я могу 2 на 2 в комнате сидеть и дай мне просто книги. Я буду счастлив. Но это ты делаешь, чтобы помочь другим, да? Не только личные Да, участия. совершенно. Да, передать. А ты понимаешь, ты понимал, что помогать, заботиться о людях это в общем и неблагодарное дело тоже? Абсолютно. Это понимание у меня было еще из дома. Хотя я оставался мусульманином, но уже направление было другое. Я абсолютно прекрасно понимал, что никакой благодарности или поддержки, или кто-то за тебя умрет, или еще чего-то. То есть я полностью осознанно, как бы, зная, что при первой возможности меня распнут. В общем, наверное, это и наивность, и так далее, и еще что-то. Не знаю, с чем это. Ну, просто я такой человек, скажем так, банально, человечный и сострадательный. У меня развито это чувство очень. И я это прекрасно понимаю, и сейчас понимаю. Но мне это и не нужно. Мне абсолютно это не нужно, потому что у меня цель и смысл, и это доставляет мне счастье. То есть я живу счастливо, как я живу. И сколько у меня времени есть, я проживу. Но я буду жить в счастье. И буду счастлив. И мне никто не нужен, абсолютно. Мне не нужна ни благодарность, ничего не нужно. Бывает иногда нужна поддержка. Там поставить лайки, видео поднять, донат или еще что-то при поддержке. Такие люди у меня есть, слава богу, я не один, но рассчитывал я на одного. То есть у меня расчет бывает исключительно на одного. То есть на самое худшее рассчитываю. Но это не значит, что лучшего не бывает. Поэтому я и, кстати, получаю, наверное, запредельное удовольствие и счастье всего происходящего. Потому что я всегда рассчитываю на самый худший вариант. Это очень нелегко, действительно, атомдация. Очень консервативное общество, очень сильно. При этом, как мы знаем, очень и лицемерное, просто лицемерно, очень профессиональные лицемеры в плане даже той же религии. Ты, наверное, это тоже помнишь, да? Когда берут, что им нужно, оставляют другое. Я видел большую массу вот этих религиозных фанатиков в таком образе, что нам Бог, как они говорят, Аллах все прощает, и нам можно 4 жены. И все, в принципе. И люди эти не относились, ни к какой традиции, ни к своим корням, предкам, которые они строго соблюдают, берегут, или же тем же типа нормам шариата. Прилюдно, может быть, они об этом говорят, но за спиной они, ты знаешь, делали все, что угодно, наркоманили, гуляли. Ну, в этом и есть деструктивная направленность этой идеологии. Лишить тебя своего собственного. И дальше уже не важно, станешь ли ты самым идеальным мусульманином. Что он, Да, там марокканцы, самое главное, алжирцы. чтобы ты сказал ля иляха илляллах, это Да. самое главное, ашхаду. Это Остальное, да. Египтяне, алжирцы, марокканцы, они что, стали идеальными мусульманами? Нет, они никакими мусульманами не стали идеальными, и свое они забыли. То есть для них это важно. Но главное, они поставляют деньги. Они едут на хадж и так далее. То есть находятся под властью главенствующей вот этой головы Гидры в Мекке. Это главное. И не важно, там, веришь ты, не веришь. Главное, чтобы ты свои корни забыл. И стал серой массой. А знаешь, что я недавно вспомнил? И я разговаривал с одним взрослым человеком, я вспомнил, когда я был маленький, у меня родственники, например, бабушка,
там она молилась. И еще мои соседи, их бабушка, дедушка, они тоже молились, ламыс, тешпера и салхашдохш. Но у них не было такого, что именно в определенном направлении надо положить коврик и молиться. Они просто молились, коврик ложили, где им удобно. И уже с приходом как бы вот этих проповедников там появилось, что именно в сторону Мекки надо молиться. Ты что-нибудь помнишь об этом? Вот как они молились, что вот просто в удобном месте, а не именно в сторону Мекки. Тогда и компаса же не было, в принципе. Если честно, я не помню. И молились только самые такие старые уже. Да, Такие самые бахтана. люди, да, и как бы в основном вообще внимание, как бы акцента на вообще религию не было. Акцент был все на чеченское, на Лыл, Кулк, там, и так далее. Яздангал, Ларам, Лерам. Весь акцент был на этом, что затмевал вообще религию. И ты смотрел на старших, вот повзрослею, постарею, тоже буду, наверное, это делать. И как бы не обращал на это внимания. Я вот тоже подумал, вот сейчас мечети на каждом шагу, проповедника валом, а в общем народ сам стал ли лучше, более праведный? Я вижу, что не стал. Люди стали дальше друг от друга, судачить стали, больше сплетничать, завидовать, гонять понты, и разврат Пустые даже больше понты. появился. Вот Пустые заметил? понты, да. Да, пустые понты, если посмотреть, то праведнее не стали люди. Это точно не стали. Наоборот, раньше, ты, может, помнишь, люди могли друг к другу прийти в гости, соседи, калитки не закрывали. Было же такое, даже Да, можно было конечно. прийти к соседям, сказать, приготовьте что-нибудь покушать, там мамы дома нет, и тебе приготовили бы. Сейчас уже я вот домой ездил, люди закрывают калитки и не доверяют. Все чаще можно услышать, я никому не доверяю, я никому не верю, особенно от женщин. И вот Ну, такой в этом-то плюс. и получают силу враги, когда соседняя семья внутри там разделена, враждует, разделена, то твоя крепкая, то уже как бы ты понимаешь, что тебе противник твой абсолютно никакой угрозы не составляет. В этом и была цель вражеских или вражеской империи, чтобы разделить людей. Они все свои ресурсы направили на это и добились своего. Теперь брат от брата строит двухэтажный забор, чтобы, не дай бог, что находится в доме брата или на участке брата, увидит кто-то, и потом это начнут, в общем. Но это на самом деле и как бы не и чисто чеченская, это вообще, в общем, глобальная тенденция сейчас происходит. И была она. Мы просто догнали этот корабль и сели в него, как бы. Но это с нами сделали именно посредством ислама. С другими я не буду, как бы, уточнять. Сами они знают это и сами разберутся. Но с нами это сделали именно посредством ислама. У некоторых народов Северной Африки, например, у марокканцев, полностью не вытеснены их обычаи доисламские. У них даже праздник есть, может, ты видел, где одеваются в козла, там бегают вокруг, что-то такое. И еще несколько праздников у них есть. Они их проводят определенное время и на них не нападают. Потому что, наверное, она такое полусветское государство Марокко. Я думаю, если там был бы типа как бы халифат Нет, этих как у праздников. нас нету нигде в мире, как у нас вот этот концлагерь, нигде его не установили. Люди имеют в любом народе соседний там, посмотри, осетины, черкесы, любой человек там, абхазы, может быть христианином, может быть атеистом, может быть язычником, и никакие проблемы, они живут нормально. Но с нами, с чеченцами, ингушами, я не знаю, что произошло. И что с нами происходит, и куда эти оболтусы катятся.
просто элементарного понимания, что без любви к ближнему, ну, они никто в этом мире. Вообще ни во что их ставить не будут. И единственная сила, которая у них может быть, это их брат, это их сосед. Никакой Аллах, хренах, никакой умы нахрен никогда не было, нет и не будет. Когда чеченцев убивали, никакой умы не было. Единственное, Израиль, государство, которое сказало остановить войну, официальные лица в Чечне, остановить кровопролитие. Ни один мусульманский лидер, никто, никакая власть ни одной мусульманской страны ничего вообще от слова совсем не сказала. А наоборот, абсолютно все поддерживали Россию. Но это и сейчас видно, что ситуация с Палестиной то же самое. Он же им ближе, этот народ даже, чем мы. Да, абсолютно. Им ближе вот эти палестинцы, которых они никогда не видели. И, скорее всего, если один раз увидят, больше не захотят их увидеть. Им они ближе, чем свои люди, если они не мусульмане. Даже если мусульмане, суфии, если они зикр читают. То есть им палестинец какой-то, христианин. Они же не вдупляют, что палестинцы это большинство шииты, христиане и так далее. Они вообще этого не вдупляют. Но им ближе Палестин, Фаластин, его флаг Фаластин. Но свой брат, чеченец, если он суфий, у него акида другая, он готов его сожрать. Ты смотрел эти дебаты двух ингушей? Один суфий, другой ваххабит. Видел. Это вот, ну, это что такое вообще? Вот я смотрел на его лицо, на этого ваххабита, вот на его лице видно, что оно такое. Но молодежь на его стороне, он знает, что молодежь на его стороне. И полностью все границы потеряли. Но тема проповедников, она очень лицемерна. Ты помнишь, когда они призывали на войну джихад? Джихад никуда с Корана не делся, там все написано. Но они о нем только не говорят, потому что им запретили свыше глобалисты о нем говорить, а эта мода ушла. Все, они заткнули. Сейчас они половым органом делают джихад. Да, приезжают в Европу и плодятся как кролики. Ну тут им тоже сейчас гайки будут закручивать пособия. Иншаллах, рахман, альхамдулиллях. И здесь еще они разводятся. Здесь в Европе среди наших земляков очень участились разводы. Когда рушится семья, это самое тяжелое для человека. Я вот еще, знаешь, о чем подумал? Я думал когда-то, еще в далеком 2013 году, воссоздать, что ты думаешь, нахскую культуру, объединить этот народ, объединить именно идеологический путь дать. Ведь изначально они идут, что у них есть путь, нек, а потом это тейп, да? Также у каждого отца был свой путь, нек. Путь это туда доблесть, честь ходила, нравы. У меня тоже хотелось обратно этот путь воссоздать. И это было очень тяжело. Тоже была критика, и они говорили, если на этом нельзя заработать, нам это не интересно. Ну, типа, это денег не приносит. У нас есть религия. Я это оставил на какое-то время. Я подумал, может мне остаться в исламском мире, мне будет комфортнее. Но я видел, что люди растворяются все равно в этом мире. Очень сильно растворяются в этой теме. И у нас и с одной стороны и арабизация идет, с другой стороны и глобализация идет. Два эти режима стирают их. Это привело к тому, что у них там позерство. Они ничего не хранят, ни слова не хранят, ни честь. Если посмотреть, я не знаю, когда... Все оскорбляют матерей, это вообще, чтобы чеченец оскорбил мать, например, моя мать мусульманка. Это ихняя сестра. У нее есть свои родственники. У нее есть род. У нее есть тейп. Я взрываю мусульманских детей. Аллах пидорас, Аллах пидорас. Аллах, куда ты зашла? Обезьяна ты тупая.
Айде тактик толя. Банту это мы котмаш. Я очень много пытался подобрать слова, когда с ними говорил раньше. Не сейчас, не в ТикТоке, а до ТикТока. Чтобы не обидеть их, чтобы мое предложение о сохранении нас как культуры не было врознь ихней исламской идеи. Ну, я пытался не обидеть этих людей, но не получалось это сделать. Они все равно везде проталкивали, ну, типа законы шариата, по которой они сами не соблюдали даже, чтобы заткнуть рот. И в 2015 году я оставил это увлечение в то время. Мне показалось, мне легче будет жить, как я жил. Но потом, мне эти мысли приходили. Почему? Потому что я видел то, что арабизация все усиляет свои эти моменты, что ну, одежда, еда даже, почти все уходит наше традиционное, то, что я с детства помню. Я помню, когда я был ребенком, когда невесту, ее куда-то водили в праздничной одежде. Помнишь, такое было? На реку водить. Сейчас этой традиции больше нету. Она ушла. Да. Такое было дело. И я видел это, последний раз я это видел в 97-м году в Карбулаке, когда мы там у Ненвыша жили, в Ингушетии. Вот, только недавно она замуж вышла, и ее вот так ведут целый, как бы, диаспоры родственников на речку. Она еще там 3 дерева посадила где-то, эта девушка. Вот больше в жизни Каям Гендац с тех пор. А это не так давно было. И вроде это же красиво было на самом деле. Это привержен, и это олицетворяет именно культуру той земли, в которой ты живешь. И в этом, наверное, есть какой-то смысл. Не знаю. Я думаю, чтобы людям об этом говорить, нужно находиться в безопасности и не зависеть от этих людей. Вот. Если бы я знал то, что я знаю я сейчас, лет 15 назад, я даже семью не заводил бы. Вот просто своим путем жил бы, уехал бы куда-нибудь в Северную Америку и больше набирался бы знаний, может быть, в институтах, на исторический факультет поступил бы и брал бы знания, как жили разные народы на Земле. У тебя тут на площадке люди могут говорить о разных вещах. Ну, о науке тоже, о истории. Простые наши люди, где собираются, я вообще не видел, чтобы они интересные вещи рассказывали. Нигде. Ни в одной соцсети, ни в ТикТоке. В основном просто об бытовухе говорят, флиртуют, религиозная тематика, ничего более. И именно это меня увлекло разговаривать с тобой. Но я больше приходил разговаривать с тобой, нежели с другими людьми. Это как человеком прозревшим. Да, очень разно было. И гинцы, почему меня они еще много не любят? Даже, можно сказать, больше, чем тебя. Потому что я им говорю, что я другой путь взял. Вот когда я основал путь Вилантрим, у него основа была то, на чем были наши предки. Это почитать землю, ухаживать за природой и нормальное отношение друг к другу, где не будет соперничества и конкуренции, где люди будут взаимодействовать, чтобы выжить, и решать социальные проблемы. Например, если человек подрос, если он подросток, ему 18-20 лет, ему должны люди помочь устроиться, например, жилье сделать. Так же было раньше у наших предков. Конечно, все строили, если у кого-то дом строили, все собирались и за один день достраивали этот дом. Да, это есть социальная защита
Сегодняшняя культура ее не дает. Потом и другие вопросы, как раньше решали. Раньше в старейшины избирали самого лучшего человека. Ну, он и умен должен был быть. У них там был староста, и если они какой-то вопрос важно хотят решать, они созывали совет старейшин. Ну, в любом селе, поселении это было. И ему отдали, не проповедникам сегодня арабским, а именно им отдавали предпочтение. Сегодня это ушло, больше нету совета старейшин. Я еще его помню, когда был маленький вообще, сейчас более нету. А теперь арабские проповедники дают определение. И вот эти имамы. Ну, имамы, понятно, они ФСБшные. Чисто Если у говорят, тебя в поселении совет старейшин, он будет работать на это поселение. да, Он именно. сидящей в голове, не надо, чтобы ты работал на поселении. Он хочет, он для этого и создал эту религию, чтобы ты работал на него. Поэтому он, совет старейшин, авторитет первым образом вообще уничтожает. Посмотри на само появление ислама. Что это? Что сделал Мухаммед? Типа меня изгнали. Пришел и говорит совету старейшин, вообще какое-то непонятное существо, которое вышло замуж за старуху, напоив его отца. За Хадиджу Мухаммед вышел замуж, напоив их отца Хадиджи, потому что он считал его неровнее и никогда не выдал бы. Это Бидая Нихая и еще один источник, достоверная история. Это многих сподвижников приводится, я его зачитывал. Напоив вышел, а потом в пещере где-то что-то увидел, прибежал под юбку Хадиджи, укройте меня, что с тобой? Вот кто-то душил меня в пещере, какой-то, не знаю, какой-то магнетический Мужик импульс. Да, Мужик какой-то душил. мужик душил, пришел и укройте меня туда-сюда. Что с тобой? О, мужик душил меня. А ну-ка, пойдем Кстати, к моему брату, это, христианину этому, Вараке. Пошел к нему, рассказал, меня душил, там, читай, говорил. Какую-то книгу кто-то принес этому и говорит, читай. Этот побежал к христианину, это был ангел, говорит, двоюродный брат Хадиджи, Варак. ангел, странно, почему ангел душит, он же должен быть красивый, приятный, которому вызывающий доверие, даже если он от Бога. А если душит, то это как от дьявола, что-то такое должно наоборот быть. Ну, это И в общем, примерно. да, и в общем этот христианин, типа, сказал ему, это то, что официальная версия. Это Сахих Аль-Бухари, первая книга, Откровение, третий хадис. Это официальная ихняя история. Да, дела Приходится, оцениваются по намерениям. Там это в любом сборнике хадисов, это есть первый хадис, кажется, это там в этом и разделе. в общем, Дела. он, этот христианин, двоюродный брат Хадиджи, сказал Мухаммеду, это был ангел. То есть Мухаммед сам не знал, что это было. Ему это рассказал христианин Варака, что это был Слепой ангел. такой. После этого выходит, да, слепой. После этого выходит совету старейшин курайшитов, говорит, все покоритесь мне. Ты представь себе, чтобы сегодня это понятно, один гость придет, скажет, покоритесь мне, ноги будут целовать и ботинки чистить. Но представь себе 100 лет назад, чтобы какой-то чеченец, один, вышел и говорит, вы совет старейшин, вы вообще, короче, никто, вот меня избрал наш Дели, или Сели, говорит, что вы все должны покориться мне и произносить мне хвалу день и ночь, 5 раз молиться, воздавая мне и нашему Богу хвалу наравне. Вот это сделал Мухаммед. Соответственно, его послали на 3 буквы. Потому что знали, кто он такой. Этот пошел, переселился в Медину и напал на караван этой старейшин. То есть, представь, на наше поселение вот такой человек что-то говорит, а потом мы его посылаем на 3 буквы, он убегает в другое поселение, где живут вообще не наши люди, иудеи.
Те его тоже посылают на 3 буквы, проверив его, узнав, что он не пророк. Этот идет и на наш караван подселения, на нашу экономику нападает. И объявляет нам войну, и в итоге полностью уничтожает совет старейшин. Полностью. И берет на себя всю верховную, всю власть поселений. Вот это ислам, это так и началось. В этом и есть основа ислама. Уничтожить совет старейшин, уничтожить демократию. И только один курайшит правит над всеми муслимуна, что в переводе означает покоренные, покорившиеся, соответственно, сами, типа якобы. Но мы-то знаем, что их предков покорили изначально, а их женщин пускали по кругу и продавали, и увозили себе в пустыню. А эти спустя 1000 лет, сотни поколений возомнили, что они сами якобы добровольно мусульмане, покорившиеся. Ни хрена подобного. Вы покоренные. И, соответственно, один курайшит Масадов поехал к Ибн Базу, когда чеченцы завоевали себе страну, как и в любом месте происходит, начался исламский угар. И Масадов побежал к Ибн Базу, к арабу, муфтию Саудовской Аравии, чтобы он учил чеченцев, как они должны жить. Вот и научили нас теперь. Как нужно сидеть правильно на бутылке. Вот научил нас ислам правильно, ровно сидеть на бутылке. Я хочу тут одну историю процитировать. Это история про сына Авраама, Исмаила. Я выяснил, что у вас западные источники об этом говорят и восточные. Сейчас, одну секунду. Они говорят, что... Прям одну секундочку. Пока это G-Mini мне собирает информацию, я хотел бы сказать свое мнение об этом. То, что люди знают об исламе, это передают только арабы. И если человек хочет узнать его, он это узнает со слов арабов, не со слов как бы других каких-то народов, людей. Это получается, надо арабам доверять. Говори. Ты закончил? Нет, я не закончил. Эти источники говорят, что он жил в Сирии, его сын. Есть такое поверование, что это была часть пустыни Фаран. Арабы говорят, что это место находится... Подожди, гомосексуалист, выйди отсюда, мы тут эту тему говорим одну. Да. Я вам, Бехма Бела, можно я повторю еще раз? Я вам много раз, ребята, говорил, если вы любите волосатую мужскую задницу, вы геи. А я не гей, я не хочу с вами общаться, пожалуйста. Еще раз, поймите это. Я понимаю европейские ценности. Полностью. Присоединяюсь. Şeydeyle Türkçe arsa bollu işte geyti kaçım gendersen Европейский kaçım gendersen şeydeyle Türkçe болуш был. Короче, получается, история Исмаила, он никогда в Аравии не был, не жил он. Получается, он не может его потомком быть. Добавок говорят, что он был белый, а сборники хадисов передают, что пророк Мухаммад был белый. А если человек, вот, например, даже тот же Исмаил, потомок, сын Авраама, если он даже светлый был, прожив такое количество времени в пустыне Саудовской Аравии, он никак белым не мог быть. Там очень палящее солнце. Я помню в детстве, когда я на стройке работал под солнцем,
я как негр черный становился. А если бы это было несколько поколений? А ты знаешь, хадисы передают, что он был очень белым, что его белизна аж отдавала вот сдалека. Ты читал такие хадисы? Да, да, но потому что он всегда под юбкой своих жен был. Солнце не светило им. Он прикрывался юбками. Говорят же он, что каждый день и ночь обходил всех своих жен, а было у него их 11. А как это можно физически успеть обойти всех жен и молиться и общаться с людьми? Это же время с каждой по полчаса посидеть, поболтать. Он же не Ну, может он сразу при прыгнуть. этом только один раз купался и экономил себе время. А как купаться, если там проблема с водой? Как после каждого полового акта купаться? Ну, можно и грязью, пылью купаться, песком тоже. Тамамум делать, таямум делать. Это уже Ну, они экономили, вот, жена с этими месячными, с половым осквернением купалась в тазике, и Мухаммед тоже в нем купался, и омовение оттуда же брал. Также есть колодец Будага, куда женщины бросали тряпки от Чисто надо кидать. А вот мы омовение берем здесь и в общую канализацию это идет. Так это было. Он говорит, это не проблема. Я говорю, ну мы же имя Аллаха читаем, получаем омовение. Он говорит, что это не проблема. Это нормально. Ну, наши родители, дедушки, бабушки, если на арабском языке видели какую-то сказку, думая, что это что-то священное, даже арабскую букву относились очень трепетно к этому. Да, я помню, сжигали, да, там какие-то баунти, что-то такое, или какой-то батончик был, я помню, Бакс его звали, там и на арабском что-то написано было. И мне говорили, что ты должен сжигать это, да, что это очень священно, не должен оставить. Я сжигал эти вещи в детстве. А там просто написано было, сколько калорий в нем содержится на арабском языке. Есть такое, да. Кстати, еще один момент есть тут, очень интересный по этому поводу. Этот сверток со священной книгой внутри, рассказывают Зинатуллины, в их семье передавался из поколения в поколение. Рафия Хисматовна бережно хранит его и по сей день. Мать говорила, что это книга святая, там Коран. Вы читать не умеете, и своими грязными руками вам нельзя их трогать. Но, как велела бабушка, книгу клали под подушку младенцам. Так якобы дети по ночам были спокойнее, не капризничали. Спал на этом свертке и родной брат Рафии Хисматовны, и ее сын. Оба выросли серьезными и сильными духом мужчинами. Оба пошли служить в МВД. Сейчас, правда, уже на пенсии. Как выяснилось, в органы МВД Зинатуллины попадали не случайно. Говорят, им помогла именно священная книга. Развернув сверток однажды, Зинатуллинам открылась почти вековая для их семьи тайна. Оказалось, что все детство спали они вовсе не на Коране, а на Уголовном кодексе, изданном еще в 1926 году. Поэтому стали ментами. Я, знаешь, думаю, на кого ты похож в такой вообще ситуации. Ты знаешь этот хадис, когда типа Джибрил пришел к пророку, в мечеть сел, прямо возле него, и его голени соприкасались с его голенями, и он ему задавал вопросы, типа, расскажи мне там про религию, то-то, сё-то. И ты как бы то, что они не знали, ты им рассказываешь, да, про них. По сути, ты просто цитируешь то, что уже есть. Да, совершенно верно. Я как Мухаммед, пророк, принес им религию, но они отказываются ее принимать. Принимать Нет, ислам. ты больше на ангела похож, как вот есть божественный Да. ангел. Принес им. Мне нужен избранник, короче,
кто готов стать пророком, короче, принять религию ислам. Ну, я бы подкорректировал твой, знаешь, что... Приветствую вас. Приветствую. Я вот слушаю насчет Корана. Вот наши родители, наши предки, они также говорили, то, что это книга святая, то, что нельзя ее трогать без омовения. Там, если тронешь, там, туда-сюда. В общем, они не знали перевода Корана, не знали переводов хадисов. Они как бы верили в это. И они прививали вот эту свою веру своим поколениям, своим потомкам, короче. И мы тоже как бы выросли, там, зная, что Коран, там, святая книга, то, что там, в общем, там... Зная, что ничего не зная, да? Да, мы ничего не знаем, мы выросли на этом. Вот сейчас пришел, мне как-то один человек сказал, в 2014 году, что ли, помню, он уже покойный, он сказал, пройдет скоро, через 5-10 лет, все это выяснится, все это как бы опровергнется, все вернутся к истокам своим, все вернутся к своим давнишним верованиям, уйдет ислам. И я сейчас наблюдаю, да, везде, и в американских чатах, и в европейских чатах, и в русских чатах, да, вот, и в казахских чатах, вот. Сейчас происходит вот это самое, вот. И я сейчас удивляюсь, насколько был прав этот человек. И я сам тоже, когда в ТикТок заходил и вот эти в полемики вступал, да, где там хаяли ислам, я как был правоверный мусульманин, я топил вот это все, я злился, когда... Но меня один человек заставил углубиться, найти как бы, как сказать, как бы правильно выразиться. У меня с русским... Познать, да, познать религию. Ну, плохо, короче. Познать, короче, он мне пару этих ориентиров скинул. И я не поленился, я прочитал. Сейчас же 21 век, все можно перевести. Я прочитал Коран, я прочитал хадисы Муслима, я прочитал хадисы Табари, я прочитал там хадисы. Это вообще, это ужас просто, это позор просто. Эти вот эти Мухаммед и его сподвижники, я не знаю, кто там кого перевернул, кто там кого там переврал, но факт в том, что они навязали всем народам такую хрень, это вообще что-то, это позор просто. В хадисах от Муслима, там вообще, если полностью прочесть, это просто позор. Я не знаю, как это. Это просто люди, они не хотят читать. Вот у меня на ютубе есть там по темам хадисы, я просто открывал и читал. 4-5 часов эфира есть. Ты просто один этот эфир просто зачитываю, хадисы, официальные переводы. Это просто, ну... Ты подумаешь, Люди что просто это вот слепо какие-то верят. неандертальцы какие-то вот. Есть же слепая вера, как бы. Они не хотят сами познавать, сами учиться, сами там читать. Они не хотят этого. Им выгодно сейчас нашему там нынешнему, да, им выгодно кто-то что-то скажет, они как бы, я не знаю, как выразиться правильно. У меня просто с русским немножко я слова Ну, им неправильно нравится подбираю. то, что, когда рассказывают то, что они хотят слышать. Да. Именно Правильно. это, зная эту человеческую слабость, их проповедники этими занимаются. Так и продвигается этот бизнес. Да. И они сейчас делают упор на молодое поколение. Молодое поколение 18-17 лет. Они сейчас их собирают в мечети, говорят там, как надо жениться, как надо им подмываться. Прикинь, какой-то человек в 7 веке, живя в пустыне, диктует условия, там, диктует правила, как надо умываться народом.
там Центральной Азии, не знаю, народом Кавказа. Который возле рек, на берегах рек. Да, меня вот это вот поражает просто логически, просто меня вот это вот поражает просто. Как можно, живя в пустыне, говорить, я не знаю, просто, блин. А ты думал, а почему Бог не сделал пустыню цветущим садом, всемогущий? Ну, потому что Аллаха нет просто. Нет Аллаха просто. А еще у меня один вопрос. Смотри, вот к ведущему. Если взять, как Моисею Писание ниспослано было, он поднялся на гору Синай, и ему сразу пришло откровение в виде скрижали, да, священных. Не так, что он там в транс вступал, и ангел типа приходил, нашептывал. По идее, это же так должно быть, если от Бога на каком-то материале неземном и сразу. Ну, если Понимаешь? ты даже посмотришь на саму эту хронологию событий пророчества, то там противоречие. Когда пришел ангел Джибриль в пещеру Мухаммеду, он же говорит ему: читай. То есть читай Коран. Да, он Как говорит, что я не умею читать, он ему говорит. Да. Тогда же нету Корана. А что Коран, читать не говорятся, да? Читать-то Да. что-то же надо, значит, он что-то принес ему. А что Да. принес, где? Да. А Коран не спосылался 23 года, когда у него нетерпимый стояк происходил, он сразу разрешал там на любую, на осла, на что Да, угодно, да, да, короче, да, да, сразу. да. Вот это тоже меня поражает. Хоп, Да, под захотелось руку аят. ему и спустился аят, короче. Надо, короче, вот это вот оприходовать. Все. Аят поступил, все, короче, можно с тобой, короче. Ну, я не знаю. У меня просто А волны еще вот Помнишь сразу. этот момент, отмененные когда аяты, отмененные, когда Бог отменяет аяты, это тоже очень непонятно. Как математику же Что не награждение? отменяет 2 плюс 2 4, да, примерно. Такой же не отменяет, что новый там эти правила. А тут Бог передумал и решил. Ну, по помнишь мелочи. этот момент, когда Мухаммеду подошла одна женщина и сказала взять ее, ну, предложила себя женщина Мухаммеду. Мухаммед сразу вытащил аят, типа ему не спасался аят. Мухаммед, ты можешь отодвинуть какую хочешь, взять какую хочешь. Да, что ему только это позволено, Да, да, и тут, было такое. да, и тут рядом стоящая Айша говорит в хадисе, короче: Мухаммед, я вижу, твой Господь спешит удовлетворить твои желания. Короче, даже эта малолетняя жена заметила это. А у меня, знаешь, возникала одна мысль все равно. Вот какая. То, что он вообще был, кто может доказать, что вообще был этот человек? Мне возникала мысль, почему в исламе нельзя рисовать людей? Может быть, если бы можно было бы рисовать, можно было бы передать знания. Какие события тогда были? Что за люди были? Был ли он? Выглядели бы они? Может, из-за этого запрет, чтобы запретить что-то, чего не было, да? Или может Я это тоже думал об этом. Я тоже Я вас думал. прерву, да, вот Мухаммед, он же, да, в каком году он, сколько лет он получил пророчество? 623, 40 лет, да? 40 лет. 40 лет он получил, и с тех пор он начал зваться Мухаммедом. Мухаммед это в переводе, как он называется? Прославляемый что-то Да, такое. да. А как его настоящее имя? Об этом кто-нибудь вообще в курсе? Ну, Задумывался? их же несколько было. Они говорили, вот это лжепророк, а это не лже. Мухаммадов несколько было. Я как изучал Ну, ислам. на самом Было деле же. его имя было Мухаммад, просто его звали Абуль-Касим, когда у него родился сын Касим, типа отец Касима. А так у него, ну, по мифологии этой исламской, у него Мухаммед имя с рождения. Кстати, а кто в Кабе похоронен? Это Ибрахим, да, вроде там похоронен, да? Ибрахим, Хаджар. Я не знаю, не слышал такого. Ну, мы же сейчас все паломники идем же в Кабу, там деньги туда выкидываем, шайтана, там камни кидаем, там за $5 там покупаем. Шайтаны растут вообще-то. Раньше, 100 лет назад был только один шайтан, столб,
куда камни кидали. Сейчас 3 столба, и они огромные. Шайтаны Да, да. растут. Я слышал то, что там есть, там похоронены Ибрахим, его жены, их потомки, там, в общем, и все народы мира, короче, идут туда, поклоняются, но они неосознанно идут, они не знают на самом деле, они думают, что идут в Каабу, и вообще вот этот смысл не понял, как ислам говорит, что нельзя поклоняться камням, нельзя поклоняться идолам, и сами как бы сделали такую вещь, вообще Ну, можно, грандиозную. если одну камню поклоняешься, просто одну камню и арабскому надо поклоняться, просто другим камням нельзя. Да. И они так я не знаю, они так навязали вот это всему миру. У меня просто слов сейчас выразить это не хватает просто, брат. Как бы это выразить правильно? Ну, это бизнес, в общем. Это бизнес Да, такой. это 100%. Многие просто этого не понимают, берут кредиты, я не знаю, Всю уходят жизнь туда. копят деньги, да, в Бангладеше, например, же нищета, там люди всю жизнь копят деньги, чтобы сделать хотя бы раз в жизни хадж. Знаешь, я сделал предложение как-то людям, давайте перепишем ислам в плане столбов и сделаем 30 столбов ислама, уберем оттуда хадж и заменим, например, мусульманин обязан посадить дерево, например, посадить 1 квадратный километр леса, построить Мусульманин обязан сжечь деревья, наоборот. Ты неправильно Не, я понял. имею в виду, что я предложил такое, если я Бог был бы, как бы я сделал. Парма. А почему вот в исламе, да, вот музыка харам, а вот этот барабан халал, короче? Это о чем говорит вообще? Вы не знали, не задумывались на эту тему? Не, барабан харам, халяль, я не У знаю, тебя по-моему, нейронные всё цепи лучше соединяются при определенном звучании, лучше мозг работает, чтобы мозг не работал, наверное. Да, и рисование, вообще цивилизация и письменность. Вообще письмо появилось от рисования. Сначала люди в пещерах делали рисунки, а потом эти рисунки превратились в буквы, иероглифы и так далее. То есть вообще основа цивилизации это рисунки, они и рисунки запретили. То есть И они письменность. откатили нашу Им нужен цивилизацию. абсолютно безмозглый тупой скот. Вот для этого эта религия создана, чтобы вот такой скот собрать и превратить в такой скот, легко управляемый, поддающийся и все. Есть же вот в Коране всякие вот эти вот сказки, как бы Мухаммед туда летал, сюда летал, на Ишаке Луну на 2 разделил. Вот это вот, что за ерунда вообще? Я не понимаю, как можно Луну на 2 разделить? А знаешь, насчет Луны, почему так? Луна – это символ то ли Тура, вот рога Тура, это бык, это было священным животным разных народов, то ли это культ Сатурна. И разделил, значит, у него сила управлять над этим культом, это как бы так. Тут свои смыслы, они вводят смыслы, они взяли из разных верований и некоторые знания соединили это в одну религию. Да, они все просто, это любой же империи происходит, когда она падает, появляется новая империя, захватывает территории, они язык, и культуру, и слова, и мифологию, все в себя взбирают, присваивают себе это главенствующее племя, которое основало империю. Они сделали то же самое, и зороастризм, и все вот эти египетские мифологии, все они себе приписали, и иудаизм, и христианство даже хапнули. Типа он никакой не Бог, это Иса, это наш пророк, это тоже наш. То есть они все хотели взять себе, все Еще культ рыбы тоже взяли. Нун или как называется? Это как-то вообще нелогично, по идее, это сура там, она там есть. Культ рыбы был, у Папы Римского шапка, это как бы изображение рыбы. Я думаю, что это вот почитание прошлых высокоразвитых цивилизаций. Вот, например,
в мифологии греков там был Посейдон, воитель моря. Может быть, у них технологии были, вот они могли там что-то с водой делать или с природой. У народа в Латинской Америке Веракочо был. Типа вышел с моря, одетый на чем-то подобие скафандров, белый высокий мужик, еще с ним мужики были, они дали знания местным перуанским народам. Это просто были другие цивилизации, как вот мы, например, перед какими-то туземцами более развитые. Тогда тоже были более развитые народы, которые их почитали. А культ богов, он пришел в 19 веке, начали историки их записывать, потому что религии и почитание разных святынь отнесли в область мифологии, когда официальную науку в 20 веке начали проталкивать. Раньше у них были свои какие-то образы у этих, как бы, ну, например, что это не боги Возможно, были. но дело в том, что мы как бы не узнаем этого. У нас нет доказательств, как бы. Поэтому давай не будем в эту сторону уходить. Все может быть, но мы этого уже не узнаем, как бы. Мы имеем то, что мы имеем, а что было до там исторических времен, это как бы, да и не важно это, что бы там ни было. Есть сегодня есть данные, сегодня есть как бы возможности, технологии, и надо искать, развиваться. Я не знаю, брат, я тебя прерву, Устраивать да. революции в любом направлении. Сегодня есть наука. ревность к богам, к другим богам есть прописана ревность. Не хочется, не хотят, чтобы были еще боги. Только вот он был. Не знаю, вот я с детства, я не смог Хозяин, воспринять шейх Мансур, вот это. итальянец, Цубар и достоверный источник Юрега, меча. Где можно прочитать? Римлян, архивный документ, что А вы из Google, чему халаф? Джованни Батиста Боэттиар, да, я знаю. Ага, просто Google, что, да? Да, шайл источник, архив, шамалю, деревня, шадыга, карибу. Ага, а уж известный историк, царь Бобы. Я был мировой историк, единогласный бух итальянец. Единственный русский бух, это учермен, лаца пастух, алдир. И цуна шейх Мансур вагит наш. Там Бусол цалок это ли? Бусол, скорее всего, цахалла из притворяться дяшилы. Ну да, и Бог лукца. Он дяч крепости, крепости Луис, монастыря, точнее. Ну да, имам Шамило, им nicht базы рукцига, да? Да, это учермен бош, ляца царь ушурмаэл. И воин вазу, но вот цахалляц ушурмац, яц. Мансур ушурмаэл, Мансур осала. Ну, шейх Мансур, вот вокунц, Hakara учерменляться, то есть сега версию гаска историк. Разойтистина, придумать тиндер. Он дальше европейский, вот авантюрист Вава, это на османш, 20 лет за нас водить минаешь. Галуешься. И сначала признавать, я что царь из Оттинас, Отто, Кавказская война, первый томник что. Еще дола Турīnā, Rīmā, Ērdeandol, arhīv, šmēļol, dokumentus, признавать доцвошадолгум Кавказская война, что. И уже после этого я зашел книг, что уже идет другая риторика, типа, цари учер, у меня итальянец, цари учермен, ворис, алды бош, пастух, вори алдыря, типа. Ну там уже, скорее всего, по России пришел приказ, что типа европейский царь, это на 20 лет нас водил за нас, давал нам отпор, типа давай мы сделаем его местным пастухом, а именно раскошь приписать вину войны. А мировая история единогласна, там вообще никаких сомнений нет, что и итальянец Джованни Батиста Боэтти в Турции есть архивы, есть его карта. Ну, все источники. Куда да? В чем его была цель? Нет, интереса османской
Османская, Ага. Турецкая империя и Российская империя воевали уже сколько лет, веков тогда. И его цель была в пользу Османской империи поднять кавказские народы против русских. То есть, чтобы как торпеду использовать нас в Ага. своих интересах. Ага, понятно. Все, да. Юшарёш да. Маршал Кстати, я тоже долго задавался этим вопросом, кто такой шейх Мансур и имам Шамиль. Они как бы чеченцы, но почему они как бы прославляли... Имам Шамиль, он не чеченец, он аварец типа. Но на самом деле, скорее всего, это какой-то засланец. Потому что он уничтожил аристократию Дагестана, опять же, старейшинов, совет и так далее, ханов и так далее. Типа. Ну, коммунистическая вот эта идеология. Поднять отбросов, сказав, что типа отберем богатых, раздадим бедным и так далее. То есть такие люди всегда ищут единомышленников среди отбросов общества. Потому Очень что похоже, ни хрена сам очень человек не похоже. добился Кстати, и у не нас, может. извиняюсь, да, прерываю, у нас у казахов вот точно такие же легенды есть, точно такие же. Там чувак был тоже там с арабским именем, он назывался тоже типа имамом, и то же самое. Вообще везде все похоже. Это о чем говорит вообще? Ну, это говорит о том, что имперская идеология, имперская политика, она стара как мир. Она тянется, идет с Египта. Ничего, все, что можно было придумать, разделяя власть в Риме, оно доведено до конца. И, скорее всего, до конца мира, существования, любая, если империя появится, она нового ничего не придумает. Ну, нам, казахам, вот это прививали, начали прививать с 18 века. Почти все начало в мире создаваться именно вот в конец 18 и 19 века. Давай, ты говемовак, давай. Собади, окей, Джимал, что за Джимал метбал, бо чуа. Вообще болдита, ты давай. Пану Ирю, эти, цунуэль, сама доля, та дальше, заосивая. Пока собади, не догмата. Сейчас винлантрийца послушаем, еще пару часиков будет. Не, я уже пойду, я не буду вам. Не буду бухать, просто вот было шашос. Я стих сделал интересный. Короткий. Сломал, да, твой разговор успокаивает, и делаешь ты я все-таки да. А у меня, знаешь, какой был бы просто такой совет, если тебе интересно, ты иногда музыку ставишь, такую без звука. Есть такой, может, ты его видел, инструмент музыкальный его в Швейцарии придумали в 2000 году, называется хангпан. Он похож чем-то на барабан и типа в образе летающей тарелки. У него много акустических изменений бывает. Что-то такое, да. Такая Да. железная фигня и бьют по ней, да? Да, слышал. Хорошо звучит. Очень успокаивающий, да, инструмент, если его поставить. Вот я некоторым порекомендовал его. Музыка же, она же реагирует на человека, там, герцы, допустим, 3 герца, там, он успокаивает, там, помогает заснуть, там. А почему, вот я теперь говорю, да, вот, мусульмане, они же запрещают музыку. Не, они музыку не запрещают, они просто тебе дают еще лучше голос плачущего, ноющего араба на шиите. Где плачет 4 араб. утра, Это да? самое сильное успокоение, братан. Аллах желает тебе добра, ты просто противишься.
Ты не читал аят, быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. Вы не знаете, Аллах знает лучше. А правда говорят, что Аллах это есть Илох с древнего, как там, язычник, короче, Илох. Не, скорее всего, Аллах это Аллах. Это богиня, ну, очень древняя богиня. И храмы ей распространяются от Афганистана до горы Синай. Это очень древняя, идущая еще с шумерского Ереш-Кигаль, Иннана, богиня. Они просто взяли последнюю букву, когда придумывали точки при Абдул-Малике ибн Марване, когда Багдад построили себе империю, Дамаск, и придумывали себе религию, и придумали они тоже точки. До этого момента, во время Мухаммеда, первые эти коранические черновики, там нету точек, они еще не придуманы. И когда они придумали точки, они просто переставили одну точку, и Аллах стало Аллах. Это не Элохим. Элохим это не имя. Почему это не Элохим? Потому что Элох это Бог. И на арабском есть это слово Илях. В Коране есть аят Иляхукум ва Иляхун вахид. Ваш Бог, Бог един. Бог на арабском это Илях. Если разобрать то же самое слово бисмиллях, да? Нет, бисмиллях именно имя. А ты что про музыку там говорил? Бисмиллях это же имя на арабском. Аллах это именно имя этого Иляха. О, даже так. Да, Аллах это имя, а Бог на арабском это Илях. Как вот это и на иврите Элоах. Аллах это, ну, единственное логическое объяснение, что я нашел, потому что его до ислама нету, Аллаха. И это Элох нет, не Элох, ивритское. Элохим это же боги, значит. Не Элохим, да, а Элоах это как бы. Но они Элохим тоже трактуют, типа это как Аллах говорит, мы не спаслали, типа это. Такое уважительная множественность делают ему, типа. Ну, не суть. Элоах на иврите, на арабском Илях. А Аллах это уже некое новшество. И появляется оно только при Абдул-Малике ибн Марване, который построил Аль-Акса, мечеть, вот это Аль-Акса, точнее, в Иерусалиме. И он сжег другие варианты Корана, по-моему, так там было, да? Он же сжигал. А какая разница во времени между этим, как его зовут, Алякса, который построил, и пророком Мухаммедом? Давай сейчас я тебе посмотрю. Ты что сказал, Илья? Я сейчас посмотрю насчет этого Марвана. Сейчас я тебе расскажу. Мне надо вспомнить. Это между ними в 646 году он родился. Правил он с 685 года, 646 в Медине он родился, типа пишут тут. Ну, это примерно 23 года после смерти Мухаммеда. Вот именно он строит империю, ну, он наследует, там уже начинаются в это время зачатки империи. То есть Муавия первый как бы считается, у него есть монеты, но только он христианин, пятый типа. У них настоящий есть халиф Муавия, но они придумали что были некие 4 праведных халифа. Потому что о них нету никакой информации, и их можно было придумать идеальными. И они придумали идеальных 4 чуваков, потому что о них нету никакой информации. Темный лес. Как и после смерти
темный лес, и давай начинай придумывать там всякую хрень. Бордели, фирдаусы, рай. Во-первых, слушай, что ты здесь несешь? Не только исламские писания, еще западных, европейские писания. Во время войн было записано про них большие книги. Не исламские, а вот именно с теми, которые воевали. Какие? Про всех халифов было. Ты что здесь несешь? Какие? И так каждое твое слово это чисто... Какие на имя назови одно? В одной книге имя назови. Ну, посмотри любую про войну, например. Имя одной книги Любого назови, халифа. которая про халифов написано. Имя можешь назвать? Давай, пока. У нас вот я точно такая нашел. же полемика, у нас точно так же происходит вот в казахских чатах, да, казахских эфирах. Ой, казах, замолчи. Смотри, я тут хотел перепал, почитать ты не делай про перепал, Марвана. иди посмотри книгу. Лашо. Наб озин, Ирсуном, да. Самое, оказывается, уже чуаусом эфира. Проснулся. У меня много вопросов всяких вот этих было, я вот сейчас уже ищу их. Блин, опять я отстал. Давно я хотел все это в эфир выложить. Ну, ладно, постараюсь по-своему, ну, как бы в своем уме. Если что, не обессудьте. Только что проснулся, не знал, что я попаду в этот эфир. Вот. Да, есть очень большие вопросы. Да, каждому это все интересно. Очень интересно. Когда единственный мозг человеческий вам открывает ваши глаза, вот все на свете, реально, что есть реальность, вот, а потом все винят его, все его винят. Почему, ребята? Потому что в матрице Да живут. будьте людьми, ну, да, как бы, я Когда знаю ты захочешь, тоже можно самое, я свое продолжу детство про Марвана? знаю, кто Вот я меня этот такой вопрос родной. раньше очень интересовал. Как раз вот сейчас с ведущим хотел бы по этому поговорить. Всегда интересовал, я его боялся разбирать с Ну, мусульманами. пожалуйста, я Я тебе просто, очень благодарен. когда я Ну, его, если у вот, тебя есть конкретно честно что-то скажу конкретное, вам, братья, говори. просто, Не, есть конкретно про Марвана. Это небольшой тут да, текст, я да, зачитаю. И вот как раз можно было вообще сейчас, то, что много лет меня беспокоило тогда, разобрать. Это короткий текст, вот первое. Коран был составлен халифом Абу Бакаром примерно в 634 году. Потом в 634 году, 644 году первый Коран хранился у халифа Умара ибн Аль-Хаттаба. После смерти Умара первый Коран хранился у его дочери Хафсы, бывшей жены Мухаммада. В период между 1650 и 1653 годам халиф Усман ибн Аффан взял первый Коран у Хафсы, размножил его и сделал несколько копий, и вернул первый Коран Хафсе. При халифе Али ибн Абу Талиб в 656-661 году первый Коран хранился у Хафсы. В 667 году Хафса, дочь Умара, умерла, и вдруг после ее смерти правитель Медины Марван ибн Аль-Хакам взял первый Коран, расширил его смысл с листов текста и сжег листы, приговаривая: «Я поступил так, потому что я боюсь, что с течением времени появятся люди, которые впадут в сомнения по причине этого свитка». Ни Умар, ни Усман, ни Али, ни Хафса не уничтожили первый Коран, но по какой-то причине Марван уничтожил его.
При этом его аргументы неясны, как могли люди впасть в сомнение по причине первого Корана. Это я зачитываю, тут я его в 2019 году сохранил, ну, вот этот момент. А так я это еще и раньше знал. Что ты думаешь насчет этого? Как это Ну, интерпретируется? ну, я уверен, что никакого Корана, никакого Османа, никакого Хринана не было. И самое интересное, что они не рассказывают во всей этой истории, это то, что Абдул-Малик ибн Марван говорит: месяц Рамадан я родился, месяц Рамадан я написал Коран, то есть разослал Коран. Это есть упоминание об этом у исторических хрониках от Табари и других. Даже я могу тебе точно сейчас его зачитать вместе с источниками, чтобы не быть голословным. В своей жизни, когда его послушал. Вот этого, это я ожидал, это было мое. Я этого ожидал, а он мне открыл, он меня даже, он мне помог, чтобы я сам себя на место поставил. Джо, ты про автора, Ой, что ли? освободил. Золотой мужик. Освободил, хорошо, освободил. Гуйория. Это Аль-Балазури. Это первый Китабуль Футух. Помнишь, я читал? Велантрим. Да, я тебя слушаю. Ты Китабуль Футух слышал, который я читал? Да, слышал. Вот этот второй историк, Аль-Балазури, который Китабуль Футух Аль-Будлан написал тоже. Булдан, точнее. Постоянно говорю Будлан. Булдан. Это Аль-Балазури, у него есть книга интересная, заметьте. Аснаб аль-Ашраф. Знаешь, как переводится? Я не знаю, Алиса. Родословие знатных. То есть он пишет там про халифов, придумывает халифов. А это, чтоб ты знал, 892 год. У нас нету ни одного сборника хадисов, ни одного исламского труда раньше этого. У нас Сахих Бухари нету. Первая его находка, по-моему, через 400 лет. То есть после 200 лет спустя после смерти пророка якобы он собрал хадисы. И из его сборника Сахих Бухари какой-то листок мы нашли еще 200 спустя лет. То есть датируется она 600, 700, 800, 900, 10 веком. А вот эта книга, родословие знатно, где вот все эти, типа, праведные халифы, неправедные халифы, их потомки, ихнюю родословию придумывают вот этот Баладзори. Так вот, у него есть книга Аснаб аль-Ашраф, 175-я страница его. Говорится, приводятся слова Абдул-Малика ибн Марвана. Я боюсь умереть в месяц Рамадан, потому что я родился в этом месяце, был отнят от груди в этом месяце и собрал Коран в этом месяце. Даже могу тебе скрин вывести. Вот он. Исламские проповедники что говорят относительно, ну вот пусть эта история вымышлена, какая угодно, они ее передают, что вот Марван сжег первые свитки Корана, они подтверждают это?
Они говорят Усман. Они про Марвана вообще не знают никто. Это человек, придумавший ислам, о нем вообще никто не знает. Никто о нем не говорит. Аль-Акса, первое упоминание, Мухаммад, первое упоминание, Коран, ислам вообще появляется все, когда вот этот чувак укрепил, установил империю арабскую. Когда она обрела силу и новой силой стала. До этого они все были под христианами, под папой римским. Но как в шумерской мифологии произошла революция, и они себе отдельную силу сделали. То есть сепаратисты сегодняшним языком. И вот этот Абдул-Малик придумал ислам, Коран, все, но о нем вообще не говорят. Говорят о вообще не имеющих вообще подтверждения каких-то праведных халифах, какие-то хадисы, какие-то мадисы. Вот настоящий труд, датированный, исторический труд. Все тут, в общем, достоверно самое древнее имеется. При халифе, при дворе халифа, бывший историк. Вот скрин с его книги «Основы». До халифа. Во времена еще... Да, я сейчас скажу. Если... Магита. Еще во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, писали, как будет правление халифата, был институт халифата, были написаны книги, и после этого были написаны книги про еще не исламские, а уже от Европы, от Запада и так далее. Ну, у меня есть показатель сейчас. Но это полный, извини меня за выражение, это полный бред, что ты говоришь, потому что никакого института халифата и так в самой этой мифологии нету, потому что как умер пророк, все люди начали выходить из ислама, халифом стал Абу Бакр, Али ему не принес присягу, люди сказали, что Мухаммед говорил, что Али должен стать халифом, дочка, жена, малолетняя жена Мухаммеда Айша сказала, что нет, не Али, Мухаммед умер на моей груди, он сказал Абу Бакр, и началась верблюжья битва, где Тальха, сподвижник Мухаммеда, которому при жизни был дан билет в рай, был на стороне Али, и там же умер на стороне Али. И точно такие же сподвижники, которым при жизни был дан рай, был на стороне Айши, они перебили там и реки крови пролили. Начав проливать эту кровь, по сей день не остановились. Никакого института халифата там нет, поэтому любой, это единогласное мнение Ахлю Сунна валь Джамаа, любой, кто захватит власть силой, то есть, как мы знаем, он должен быть из курайшитов, то есть любой из курайшитского племени, кто захватит власть силой, тому присягают. Никакого института, выбора, ни хрена там нету. Захватил власть силой и передаешь его по наследству. Этот метод стар как, как мир. Это делали фараоны, это делали в Шумере, это всегда было. Кроме греков, конечно же, которые демократию придумали. А сейчас напиши. Читай про это. Или это тоже выдумки? Ребят, Ну как ты понял, любое твое противоречие. Сободается Конституцию. Давай. Мединская конституция, да, я езжай, барыса. Мединская конституция, где она? Ну, оригинал, можешь его показать, датированный оригинал? Что она написана во времена Мухаммада. Есть исследования по ней? Ты же говорил мне про упоминания халифов и так далее, про существование Мухаммеда, про западных историков. Чтоб ты понимал, ислам, как появился за 30-40 после смерти Мухаммеда, за 30-40 лет распространился от Азии до Испании.
Ты можешь назвать одного современника, ты же говорил, западные только писали, йоу, захотел. Назови мне западного историка, который говорит об упоминании Я же Мухаммеда. только тебе перечислил 2 книги про Мухаммада. Я сейчас про халифов тебе 2 книги перечислил, но ты так Какую всегда вот тебя тогда вообще не посмеешься. слышно? Алло, Руку на какую лицо книгу? Какую книгу? Включи свой микрофон. Какую книгу ты сказал? Ты сказал Мединскую конституцию. Про... Бы не возился там, не клавил. Это было бы интересно, потому что мало кто смотрит долгие часы. Им нужна наброски информации, чтобы потом их заинтересовать. Многие же люди ничего не знают. Очень мало кто вообще интересовался. Им просто сказали, вот тебе истина, у тебя проблема, ты молись. А если очень большая проблема, уедь беженцем в Европу, там тебя будет кормить светское общество, социалку давать. Это тоже от Аллаха они скажут. Почему сомалийские дети умирают с голоду, почему Аллах им не помогает, но это их испытание, у них в раю все будет. Понимаешь как? Ako jäitäneo knjig prosta savremenik upominat vinoja knjig jäzin halivš šaljat jäzin knjiga i tajalč. Ovo jučo knjiga usiš. Juk jenadi 2019. godine jäzinju. 2019. godine vehanu jahni prorok Muhammed. Таран Асаязин книг, Мухаммед жил, Мухаммед был грабителем караванов, он бегал, Боже. Но это же не значит, что и доказательство, что Мухаммед жил. Я рассказываю в границах вот этих хадисов и аятов и тафсиров сегодня. В рамках этой истории. А доказательство существования Мухаммеда должно быть от современников его. Вот от Азии до Испании захватили они полмира народов. Вот в это время на всей этой территории должно быть хоть одно упоминание. Ислам, Мухаммад, пророк, Коран. Вообще слова Коран нету на этой местности от современников. Ни ислам нету, ничего нету. Первое все это появляется от Абдул-Малика ибн Марвана. Когда он построил Аль-Акса, Иерусалим. Кто владел Иерусалимом, тот считался владеет миром. Он принадлежал сначала Персии, потом римлянам, или сначала римлянам, потом Персии. И потом арабы его завоевали и построили Аль-Аксу и большими буквами написали: «Не родил и не был рожден». То есть война против христианства. Теперь идите домой, мы здесь сила. Это Абдул-Малик ибн Марван, 640 какие-то года. Вот первое упоминание в исламе и Коране. Говорю, эта книга написана в 2019 году. да? Да. Ну, а современники Цаба? Год. Современники Ну, Мухаммеда. считай, что это современники. Тех времен.
Йоу, ладно, адуючим гашдам. По твоей логике, с тех времен мало чего сохранилось. Вообще, кроме того, что Почему? на стенах У нас написали, есть... на деревенских где-то написали. Почему у нас есть Тора 2000 лет, Йоу, свитки Мертвого моря? У нас есть полностью упоминание оригинал, да. Да, у нас есть Заратуштра, пророк, его упоминание на Каабе Заратуштра, на Кширустам, где похоронен Дарий, Ксеркс, Артаксеркс. У нас есть вся история, все имена королей, фараонов, 3 династий, 3500 лет египетской цивилизации. От первого до последнего фараона у нас есть все написания, все свитки, все упоминая вот эти мертвые книги. У нас есть 5000 лет возрастом Ригведы из индуизма. 5000 лет писания индуизма. Ригведы называется. У нас много чего есть сохраненного. Этим и доказывается существование того или иного момента. Из-за того, что сегодня какой-то чувак написал, что был Мухаммед, 2000 лет прошло, откуда он знает? Вот вопрос Хью Кеннеди. Смотри, например, Вот откуда ты доверяешь узнал? ChatGPT? Нет, конечно, ChatGPT. Кого? Как можно? Не, раньше до этого у тебя кто-то задавал такой мне вопрос, типа, есть источники, которые, типа, описывают жизнь пророка, кроме арабских и восточных. Еще когда-то, я, по-моему, в Яндексе где-то метки это сохранял там. Не. Жизнь Еще были, описывает но у меня что-то Мухаммеда. Жизнь Мухаммеда описывает все, кому не лень, и все зарабатывают на этом. Речь о том, от современников, упоминание от современников. Его время, кто его видел, кто документ с ним подписал, что-то подписал, записал. С римлянами, говорят, он воевал с этими, в Эфиопию он был, какой-то договор. У нас есть глиняный слепок иудейского царя Езекии, то есть от печати. Его печать, которую он послал ассирийскому царю. Езекия, 7 век до нашей эры, царь Иудеи. Когда такое-то столкновение бывает, хоть одно упоминание, хоть одно записка, печать, что-то бывает от человека. И после этого 100% можно утверждать, что такой человек существовал. А то, что Мухаммед существовал, нету и ни 1% вообще, чтобы хоть как-то можно было утвердить, что он существовал. Мухаммед – это мифология. Как Один, как Зевс, как Посейдон и так далее. Если мы говорим, что Мухаммед существовал, то мы точно так же можем говорить, что существовал Один. Существовал Вишну, Кришна, Митра и все боги, о которых Будда, все, о которых нам рассказывают разные мифологии. Кецалькуатль, бог индейцев, племен некоторых. То есть это просто вера людей. Так история. Ну, Слушай, это не Ады, история, сказки, не что наука. там? Сказка, Аду, Цельтух, Мухаммед, Дух, сказка. Сейчас. Я хотел бы ему задать вопрос. Есть про Мухаммеда. Интернет не сейчас. Если говорить научным путем, как говорят, передавалась информация письменным, то раньше были эти свитки были, как их называли, я забыл. Ну, это была не современная бумага. Папирус? Эти свитки, они папирус, он портился, у него до 100 лет только срок, он потом в труху превращается. И его надо с определенным путем хранить, чтобы, может быть, он был, дольше сохранил свою природу. Например, определенные книги, когда они находились старые, которым несколько сотен лет, когда они их пытались открыть, они уже дряхлые были, разрушались. И передавать... Если воздух не попадает, то ничего с ними не случается.
сворачивать их или еще Может что-то. быть, но в Ватикане, говорят, сделали под землей такую библиотеку, которая вентилируется определенными технологиями, ухаживается. Но в то время в пустыне там не было никаких технологий, и передавать эту информацию как бы не вариант был. Все, что тогда было бы записано, оно бы в труху превратилось бы. Всемогущий Бог, Ну, у он нас должен есть был же дать... коранические времен вот этого халифа, Коран, листки Корана у нас есть, пергамент, бельмингенский и так далее. То есть это кожа. Это, да, я видел это, но доказать именно, что это было, это просто верить им надо, что Но это это было уже действительно. конспирология, переходить, как бы это уже... Ну, есть наука, есть те обсуждения, в рамках которых мы живем. Заглядывать за какие-то пределы, конспирологию строить, то тогда мы можем просто разойтись, никому нельзя верить, и как бы все. Не, я еще это к чему? Ладно, Коран написать, это не такая большая книга, ты же знаешь, чтобы ее написать, сохранить. Но когда говорят про сборники хадисов, там говорят этот, как его звали, один из этих масхабов, он знал до миллиона хадисов. По-моему, Ахмад ибн Хамбаль. И по идее сохранить в письменном виде такое количество хадисов, передать их, это технически невозможно. И те, кто списали эти хадисы, говорят, что они бедно жили очень, во всем себе типа отказывали. А еще, чтобы это все сохранить, поэтому это технически невозможно, научным путем тоже не. Ну, у нас есть Если монеты, это есть недавно с придумали. монетой ничего не случается, и она не уничтожается, с камнем ничего не случается, и она не Ну, уничтожается. кстати, да, да, Есть Аллах, храмы, которым насчет больше монет. 1400 лет до Мухаммеда, они сегодня сохраненные существуют. Мы знаем, что была богиня Аллах у арабов, но об Аллахе, Мухаммаде, еще что-то у нас ничего нет. То есть, Да, и нету монет, где упомянут пророк, ну, там как-то тоже нет, нигде нету. и то, Я что не у видел. нас есть монета, это монета Муавия типа. И на нем этот халиф правоверных, он с крестом в руке. Большая М сзади, типа Муавия. Внизу написано Мухаммад, хвалимый. И у него в руке крест. То есть Иисус изображен. Хвалимый. И это времена Муавии. После уже него вот этот Абдул-Малик ибн Марван. И начинается вся эта вакханалия. Ладно, друзья, уже все, как бы мозг вырубается. Да, надо Говорится, отдыхать. Баркал. Как обычно. Благодарю всех, кто донатил, кто дарил подарки, ставил лайки. У нас уже 2 доната было, я не увидел, извините. Извините, 10 евро. Благодарю. 20 евро. Благодарю за донат. Благодарю. Кто ставил лайки, кто сейчас смотрит в Ютубе, обязательно не забудьте, подпишитесь на этот канал Ютуба. У нас все материалы теперь будут на этом канале, и эфиры, и трансляции, все. Спасибо всем. По традиции прощаюсь с вами чеченским приветствием, прощанием. Адикёль, марш ойль. Оставайтесь свободными. Лучше умереть, чем быть рабом. До следующего раза.